Здесь уже это упоминалось, например, я вот всегда к этому возвращаюсь. Здесь, например, делали сравнение русского народа и чеченского, и что там один быдло или не быдло, и там чеченцы тоже быдло или не быдло. Ну, здесь колоссальная разница, я не понимаю, когда люди вот такие аналогии проводят, это меня просто удивляет. Российский народ находится в своем независимом государстве, суверенном. И как бы какое здесь сравнение с чеченским народом, который вот эти последние 160 лет под оккупацией. И после вот этой последней, можно сказать, 20-30-летней войны снова кровавыми методами оккупирован, колонизирован. Как здесь можно проводить прямые параллели или аналогии с российским, русским народом? Вообще нельзя проводить. То же самое ранее здесь проводили какие-то аналогии с Афганистаном, пытаются провести аналогию, вообще несравнимые какие-то вещи. Вот это меня удивляет. Теперь, что касается вот то, что вот этого момента демократическим путем, то, что мы там делали, ну вот это есть большая тема. Я эту тему здесь вообще не развивал, развивать я ее и не буду, потому что за развитие такой темы меня сразу закрыть здесь могут. Вот, чтобы понимать, что и как в этом мире, надо знать последнюю историю тысячи лет вот этого противостояния. И это уже не публично, а в таких, в частных встречах этот расклад тоже делается, и он тоже должен пониматься людьми. То есть в мире установлен определенный порядок после Первой мировой войны, важно понимать. После Второй мировой войны его четко, жестко зафиксировали. И все. И вот есть одна игра, по которой ты можешь как-то что-то получить. Без этого просто это война без конца, когда говорят об этом, и идет речь. Здесь вот вопрос, сразу возможно ли все получить? Но невозможно, ни у кого это нигде не получается в современном мире, и тем более у нас это не могло получиться. Поэтому все, что мы тогда делали, я считаю, мы это делали правильно, с пониманием реальности тех дней, соблюдая вот какие-то вот правила, стараясь на этих правилах выйти. Да, эти правила, они созданы шулерами. Шулеры этой игрой управляют. Но это получается дипломатические какие-то битвы, война, дипломатия. Вот попытаться как-то где-то выкрутиться и выиграть в этом. Потому что в физическом противостоянии никто здесь не вытянет. В нашем случае я имею в виду. Вот такая реальность. И кого-то звать там, биться головой об стенку, ну это я не считаю правильно. Вот кто хочет биться головой об стенку, ему не надо запрещать, пусть идет и бьется. Но людям говорить, нет, мы будем биться головой об стену, пусть нас разнесут, а потом начинают возмущаться, у них авиация, у них там дроны, они там бомбят. Ну, конечно, бомбят, у них авиация. Для этого они это все и делали, чтобы когда им нужно было, чтобы они могли бомбить. Знаешь, этой реальностью надо как-то, а, как сказать, соглашаться, сказать неправильно, но реальность понимать, в каком мире мы Это существуем. Да, и этапность, вот так, этапность, скажем, что есть какая-то этапность. Поэтому чеченцы все делали правильно и сделали правильно. Что касается этой демократии, теперь это тоже такие большие такие темы, которые надо аккуратно их разбирать. Вот эти, и мы раньше здесь, по-моему, говорили, что вот Соединенные Штаты Америки, вот система их выборов, она, можно сказать, с ислама как бы, пример снять. Это вот когда избирался Осман бин Афан, третий халиф, вот тогда вот такие как бы выборы произошли, можно сказать, когда люди, элита, обрадованные раем, именно они стали ахлюль халь валь акд, и эти люди потом проводили вот это совещание, спрашивали и у других сахабов, и по итогам этого избрали нового халифа. Это вот может привести аналогию с этой американской системой выборов. То есть вот это выборы, которые когда происходят, чтобы спрашивать у мусульман там их мнение насчет чего-то или насчет какого-то низама или насчет какого-то правителя, это нормально. И это как бы тоже в этом мире как демократия называется, когда там у людей спрашивают, чего и как они хотят.
Ну, это, короче, большая тема, здесь ее сейчас разбирать смысла нету. Если снова вкратце возвратиться, мы сделали все правильно. С самого начала в нашей вот этой Конституции 92 года в 4 статье прописан пункт: Чеченская республика, государственной религией Чеченской республики является ислам. То есть с самого начала четко было сказано, что мы не светское, не секуляристское государство. Государственная религия ислам было подчеркнуто с самого начала в этой Конституции. И тут в зависимости от трактовки, кто как трактует это предложение и объясняет, что в этом заложено, скрыто, и дальше надо отталкиваться. И как наши это понимали, это мы видим, я уже здесь много раз повторял, что введение каких-то шариатских законов в сфере экономики, в торговле, это было решено окончательно. Я помните, когда про 93-й год говорил, очередные, которые должны были переговоры состояться в Москве в декабре, по-моему, это 93-го, что там вот этот пункт наша сторона убрала. Почему? Потому что уже решили окончательно, что будут вводиться шариатские правила, шариатские законы. В 1994 году точно так же было уже как бы обсуждение и в парламенте Чеченской Республики, представителями парламента это выносилось на общественное, что частично надо постараться ввести и уже в Уголовном кодексе эти шариатские правила. Почему? Потому что вот эти ограбления, бандитизм, ограбления поездов, это вот надо было как-то жестко пресекать уже. Потому что был правовой нигилизм. Правовой нигилизм, когда люди абсолютно не считаются ни с каким правом, и право как бы сильного начинает рулить. И вот тогда эти все уже разговоры, обсуждения именно во власти, они уже были. То есть с самого начала у нас аккуратно мы к этому шли. Внезапно ни у кого ничто никогда не получалось. Такого нету. Вы не можете такого примера в истории ислама показать. Даже само зарождение, вот становление ислама, я здесь уже это говорил, первые 3 года пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вообще скрытно был. Он только через 3 года начал публично, общественно призывать уже людей. И эти 10 лет, когда он призывал, находясь в этой Мекке далее, да, он не старался установить законы шариата, там, тазар и так далее. Это просто было сначала проповеди и распространение. Именно в государственном понимании становления исламского государства происходит после именно хиджры. Вот эта хиджра, она имеет колоссальное значение. Именно после хиджры в Медину появляется именно вот эта вот государственная система. Вот именно в Медине начинают уже действовать законы шариата, потому что власть там и только в руки попадает. То есть даже вот на примере нашей Сирии мы можем видеть, что внезапно ничто нигде, у них даже при наличии прямом, вот пророк саллаллаху среди них находится, прямой вахан они получают от Аллаха через пророка, моментально на любые вопросы ответы они могли получать, в отличие от нас сегодня. И даже тогда, вот что касается каких-то вещей, такого жесткого радикализма не было. Вот по вопросам такфира мы здесь вот в прошлом эфире этот момент затрагивали, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не такфирил сразу каких-то своих сподвижников, все, вы вышли из ислама, если они ошибки какие-то совершали. То же самое с распитием спиртных, когда сахабы, они употребляли спиртное же, об этом надо задуматься. Постепенно в 3 этапа было спиртное запрещено. Даже на примере просто надо хорошо знать свою религию, не просто как историю читать, а вот анализировать. Это же не просто так все происходило, когда тогда происходило. Это же с повеления Аллаха все происходило. Это же пример в этом во всем. Поэтому просьба вот более конкретно, хорошо изучать историю ислама, вот эти первые становления ислама, и правильно потом понимать реально сегодняшнюю, как нам дальше действовать, или какими методами, этапами мы можем к чему-то прийти. Все, я закончил. А можно вопрос, СС Муслим? Баракаллаху фик. Можно вопрос, кто задавал? Я, брат. Говори, Мискин, по-моему, ты это говоришь. Да. Ну, очень так обобщенно. Я постараюсь тебя в неудобное положение не поставить. Демократия может быть платформой для, так сказать, bait and step, да, то есть постепенного такого, так скажем, ну, как ты сказал, мягкого внедрения. То есть то, что Эрдоган, например, в 93-м году говорил, демократия для нас всего лишь некая такая временная платформа, он говорил.
Это можно, это легитимно с точки зрения ислама, да, вообще, как такой Не, метод? я не могу же так говорить о легитимности. Я просто здесь делаю акцент на этапности, что вот так жестко рубить и требовать, и вот это неправильно, потому что вот надо реальность учитывать. Возьмите вот это, помните, когда бойкот мусульманам объявляли еще в Макке, и когда договор заключали, потом при Худайбийском договоре это повторилось, когда мушрики настаивали, чтобы вот это пророк, саллаллаху, чтобы оно не было, и как бы они не признают, как это они против пророка, и они требовали убрать. И то, что вот наша сторона соглашалась и убирала, это же не считалось предательством ислама или как бы отрицание пророчества. Вот реальность вот здесь и сейчас вот для нас оказалась выгодна, и мы эту уступку совершали. Вот речь об этом идет, просто надо хорошо понимать, что в исламе вот эта реальность, она учитывается, в какой реальности вот сила, все это вместе учитывается. Этапность тоже учитывается. Поэтому, когда я здесь говорю Абу Бакр, Умар бин Хаттаб, Усман, Али, надо знать и ихний тарих, и ихнюю историю, какие они принимали решения. Вот Умар это вообще просто колоссальная глыба в этой истории ислама. У него же есть много решений, которые вот какие-то уляма говорят, что они были приняты только на период Умара, другие говорят, нет, это дальше должно распространяться. И там бывали какие-то решения, которые, может быть, до него не принимались. Ни пророком, саллаллаху, ни Абу Бакаром. Понимаете, это вот с учетом того и той реальности, того состояния, это вот, ну, это непростые вопросы. У наших братьев, я знаю, бывают проблемы, они поверхностно ознакомливаются и потом рубят сразу мечом налево и направо, в обоих смыслах я это говорю. Грубо говоря, притворяясь как бы частью мировой системы, потихоньку толкать свое и, так сказать, влиять на умы, да, ориентируясь на ту реальность, которая есть, так, если сказать мягко. Для Ассаламу меня, алейкум рахматуллахи баракату. ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Муслим, мне кажется, я уже знаю, какую должность в будущей республике тебе надо будет занять. Хамза, я тебя давно не видел. Ты послушал, ты ссылку слышал, которую я тебе скинул, и какое-то мнение свое можешь высказать. Я все внимательно послушал, Муслим. Джазакаллаху хайр, я тоже соскучился, немножко был занят, немножко болел, поэтому не участвовал здесь. Алхамдулилля, я очень внимательно послушал, и у меня даже такое, я и здесь выскажусь, ну, и хотел тебе в личку там что-то написать, у меня есть какое-то видение там, хотел твое мнение услышать, поэтому, иншаллах, обязательно проговорюсь. А сейчас вот сегодняшнюю тему, которую ты сейчас задел, вот по ней, если можно, буквально, именно вот этот момент, как-то если есть братья, кто имеет действительно религиозные знания, кто их ищет, вот этот момент о том, что в данной ситуации, в данный исторический момент, вот именно применять вот то, что делал Мухаммад, саллаллаху алейхи и сподвижники его, вот этот момент, мне кажется, за него очень редко говорят, ты очень хорошо сейчас подметил это, вот о таких решениях, которые однозначно старым взглядом, грубо говоря, тем там многовековым в прошлом нельзя на него смотреть. Мне кажется, не то, что нельзя, вот в данный момент сейчас надо смотреть именно в данный исторический момент и период. И абсолютно с тобой согласен, что все правильно делали чеченцы, но просто какие-то моменты, не знаю, ты еще обещал закончить все это. Я думаю, что более ясно будет анализ вот этот. Я не знаю, вот я, например, задаю себе этот вопрос именно вот как кто-то из братьев говорил, что там демократия, что-то. Не знаю, я однозначно не знаю, что сделали не так. Анализируя вот так частично, пошагово, мне кажется, альхамдулillah, все правильно делали. Где произошел этот сбой, где этот дефект какой-то проявил себя, я, к сожалению, не нашел ответа. Если ты...
Дефект, знаешь, в чем? Вот это самое, я там и в начале это, перед тем, как начать, помнишь, я повторял снова, делал акцент на том, что учитывайте, что 70 лет это состояние в этом СССР, что 160 лет полностью под оккупацией. То есть вот этого политического просвещения, исторического просвещения, оно такого в целом его не было. Которая элита была воспитана Советским Союзом, она была вот эта партийная номенклатура, ну вот это как бы прокоммунистическая, да, они не были идейными сторонниками своего народа. Из них какая-то часть элиты, она как бы выбрала путь независимости, но в целом вот эта именно интеллигенция, она как бы пророссийской осталась. И получается, вот этого образованного контингента у нас не хватало. У народа вот это желание, стремление к свободе, к независимости, это все было, и оно никуда даже и сегодня не делось. И тогда просто вот незнание, непонимание того, что нужно и как нужно строить это государство, откуда этот народ будет знать, если он находился вот в этом СССР, а что такое было СССР, и не только чеченцы, все народы знают, которые там находились. И вообще, которые вот с окончанием Кавказской войны находятся более 160 лет под оккупацией уже, вот эти проблемы, они присутствуют и в предвоенный период, и в межвоенный период то же самое, это играет свои роли. Я, конечно, все детально не рассказывал, более конкретно, детально, все-таки не все нельзя говорить как бы вот так публично. А так, в частных беседах, если мы с тобой где-то говорили бы, я мог более детально тебе какие-то примеры приводить, и ты бы тоже, наверное, понял. В целом, вот это не только мое мнение, то, что я сейчас говорю, это вот в ходе обсуждения, дискуссии именно с нашей элитой, скажем, да, это вот общее мнение вот такое бывает, что вот эта вот проблема и не давали, понимаешь, вот помнишь, я там, по-моему, где-то это говорю, что они даже нам выдохться не давались, одним за другим эти события идут, что не дают даже отдышаться. Вот буквально 91-е, это в сентябре, в октябре у нас выборы, 92-й год в марте создается правительство, и только же люди же понимают, что вот только с появлением правительства что-то реально начинает функционировать. И вот 92-й год, получается, в марте мы начинаем, уже осенью вторжение, потом в 93-м вот это внутригражданский, и 94-й война. Ну вот 3 года все разносят. Потом то же самое, 96-й год, август, как бы победа, российские войска в уходе 31 декабря 96-го, 97 январе выборы, в феврале создается уже правительство, снова в марте новое правительство, и снова кризис в конце 97 года, 98 снова гражданский, вот повторение. Вот с предвоенным временем, вот четко все снова, они нас гоняли как бы, не дают отдышаться. 99-й снова война. Вот просто не давали отдышаться, вот времени не хватало. Вот сейчас вот я вот не хочу сейчас начинать рассказывать, но вот как бы все равно бегло, чтобы пример показать. Война как бы начинается в 99-м, да, и что, например, у России получалось в 99 или в 2000 году, 2001, 2002, конкретно хаос, ни у Кадырова, ни у кого ничто не получалось, у России тоже не получалось. Перелом начал происходить именно с 2002 на 2003 год. Перелом в каком плане? Когда Россия поняла, что нужно именно чеченизацию конфликта делать, что она дальше не потянет это. Вот эти потери, там просто раздолье было. Вот кто помнит эти времена, помнят именно как участники сопротивления. Даже в одном из интервью, вот Басаев, который посылает не интервью, а кассету, он, который в Грузию посылал, там, Хамзату, к ним, он там прям им объясняет, что даже когда и мы там говорим, надо чуть-чуть придержать коней, там не так сильно атаковать, там просто раздолье было, эти цинковые гробы просто эшелоном шли бы в Россию, если бы это дальше вот так прошло бы. Но я сейчас хочу акцент сделать на чем. Вот эти первые 3 года, что у России что-то получалось в Чечне, 2002 год, это, считай, 3 года идет война. И вот пусть наши чеченцы вспомнят, вот в каком состоянии было вот в 2002 году. И вот более-менее какая-то стабилизация у них начала происходить, когда они смогли делать чеченизацию,
И вот более-менее кардинально как-то что-то меняться, это 2006, 2005, 2006, 2007 год. Есть вот такой империи России с ее силой, с ее экономикой, с ее военной мощью, с ее финансами, ей потребовалось 5-6 лет, чтобы более-менее как-то, даже. чтобы как-то это вот устаканить. У нас как могло что-то вот так быстро получиться? Поэтому оправдание я нам по умолчанию, я и там говорил, я нахожу оправдание, это понятно. Просто самое главное, вот если понимать целиком, эти кадыровцы, они же тоже не понимали. Вот эти все люди, это молодежь, или этого даже Кадырова, Ахмада возьмем. Ну, это не люди же с историческим каким-то образованием. Они вот, я думаю, большая основная проблема, даже вот то, что чеченцы какие-то разочаровывались, переходили там на сторону России, это вот просто незнание вот этого политического, исторического незнания, неимения вот этого просвещения. Вот это вот колоссально. И вот по сегодняшний день эта же проблема никуда у нас не ушла, абсолютно не ушла. Не ушла, Получается, не ушла. получается снова вот эта опасность повторения ошибок, она присутствует. Я думаю, Муслим знает, что вот ты говорил по поводу того, что в Советском Союзе жили и как бы и перешли к, ну, как бы к другому строю, точнее, хотели перейти. Мне кажется, часть населения просто как бы испугалась вот этих перемен, и, понимаешь, они жили по советским законам, скажем так, да, вот в Чечне многая часть, как бы, ну, взрослого населения прожила при советских законах, грубо говоря. И когда вот этот начало наше государство строить шариат и Исламскую республику, многие не знали, что это такое, видели это только, как говорится, по телевизору, там вот казнят, камнями забивают. Может быть, большинство народа испугалось этого и тоже перешло на ту сторону от незнания ислама истинного и от незнания шариата правильного, как говорится. Брат, смотри, ты здесь, я понимаю, что это ты просто как для связки слов это говоришь, но которые люди слушают или не знают, они могут потом это уносить. Ты сейчас сказал, там, камнями забивали. У нас же этого не было. Лучше вот так вот. Я не говорю, что у нас не было. Я не говорю, я имею в виду по телевизору уже показывают, что вот в исламе шариатской там. Ну, нет, да, но я имею в виду, я про формулировки говорю, про формулировки старайся, если что, следить. Да, Смотри, не, я не говорю, вот что... это социализм, ну я понял, я просто как бы для слушателей это делал, отметку, если кто-то тебя неправильно понял. Вот это что касается социализма, сам социализм, вот этот эксперимент, который в Советском Союзе проводился, он же на всех сказался. Это как было, когда вот это государственное планирование экономики, когда вот государство говорит, указывает, вот это вот, как сказать, там, индивидуальное предпринимательство, как тогда спекулянтами называли, да, это в людях как бы подавлялось. Это сама система, она такая была, такая машина была. То есть люди сами формировались вот в такой системе, где вот хозяин, где-то вот пахан, он там говорит, и они все подчиняются, ходят на фабрики, на заводы, делают то, что им говорят. Вот эта вот проблема, она была, и вот это быстро перестроить вот это мышление людей, у самой России это не получалось. Мы же знаем, как вот эти 90-е годы. 90-е годы, как они известны в России, мы знаем. Просто я хочу снова для примера привести. Вот я, например, когда мы в университете учились, у нас были преподаватели, и вот реально они нам говорили, что в 60-е, 70-е годы вот были вот такие вот поколения студентов, которые просто не знали, там, кто такой Зелимхан Карачаевский там, или Байсангур, каких-то героев народа. Как бы вот такая пропаганда создавала такое видимость, что типа вот кавказцы какие-то дикари жили в горах, там как индейцы бегали по лесам, Россия пришла и вот принесла им цивилизацию, там мир. Вот этот фильм, помните, «Свинарка и пастух», там вот колоссальный, классический пример вот этого представления, которое навязывалось. Даже Это, сейчас. да, и сейчас это никуда не делось, это выражается и в исламофобии, когда вот мусульман именно образы каких-то дикарей, каких-то отсталых создаются. Точно так же это и на Кавказе, кавказофобия, вот это вот шовинизм, он там всегда присутствовал. Но это как бывает вот империи, когда они завоевывают какие-то территории, они должны насаждать это.
И на Западе это по-своему происходит, когда вот физическая колонизация прекратилась, но моральная, идеологическая колоссальная играет роль и продолжает играть. Пропитано это во всем, в культуре, там, в искусстве, там, в СМИ, в медиа. Ну, везде это вот пропитано этим. И вот в таком состоянии снова возвращаемся к нашему народу. Вот в таком состоянии пребывал этот народ. Вот, ну как он, для него это тоже шок, для всех шок был, распад Советского Союза, для всех народов был шок, для всех людей это был колоссальный шок. И это не только трудно в Чечне было, вот у нас как бы вот эта пропаганда, она вот старается акцентировать, вот там Джохар, независимость, все было плохо, но посмотрите, все постсоветские страны этого периода, везде было плохо, это не связано там с Джохаром или с выбранным нашим пути независимости, самой этой России было все плохо в те годы. Да, я помню, когда я в России учился в институте, как-то был разговор на парах, на занятиях, начали там, ну, как говорится, по поводу Кавказа разговаривать, и зашел вопрос про Чечню, чеченскую войну и все такое. И один из преподавателей говорит, что типа вот как вы там проживете, вы же ничего не знаете, вы не образованные, вы не сможете прожить без России, типа, короче говоря, вы там с голоду помирать будете, придете сами на коленях, короче говоря. На что я ему просто ответил, вы просто дайте нам свободу, и все. Мы умрем там голодными, но свободными. Вот. Нет, ты понимаешь, какая ситуация? Когда даже муслим говорит, я нахожу оправдание. Я, Аллах, я не хочу как-то какие-то слишком какие-то радужные краски вносить в это, но я не то что нахожу оправдание, я даже поражаюсь, сколько плюсов было, понимаешь? Казалось бы, при такой сложной ситуации, когда какая была тогда, вообще правильно, как муслим говорит, в постсоветском пространстве, во всем мире после развала Союза, это был такой катарсис, это вообще было. Но чеченцы сумели вот это, понимаешь, пошагово, где-то, да, с ошибками, с этими. Надо признать это, и надо это как-то, я не знаю, разделить, как-то вытащить вот эти вот жирные плюсы. Мы сейчас голову пеплом посыпаем, говорим, там ошибка, там. Но в целом, если брать на весы все это, как мне кажется, не то, что гораздо больше плюсов, а кардинально, потому что удивительно вообще, что сумел сделать чеченский народ. И вот это вот нужно, именно вот этот анализ нужен, мне кажется, понимаешь, чтобы сейчас, вот опять же в Казахстане то, что происходит, вот и сейчас может случиться так, что завтра может так сложиться историческая ситуация и в России, и так далее, что, может быть, завтра уже надо будет нам как-то проявлять себя и как-то какие-то действия делать, понимаешь? Вот я не знаю, я в таком дезориентирован немножко, потому что как бы и важность момента чувствую вроде как бы, и в то же время опасность какая-то, тревога, то, что мне кажется, все-таки какой-то консолидации сейчас нет, такого единого кулака какого-то. Поэтому с чего начинать, ну, помимо базовых каких-то ценностей, о которых мы говорили не раз, с чего конкретно начинать для того, чтобы не совершить эти ошибки, я, честно говоря, на сегодняшний день не очень понимаю. У нас, знаете, братья, у нас не будет такого, что мы вот сейчас, поспешно, вот джисту, быстро надо формировать там общий исламский, общий кавказский дискурс, там на ходу лепить что-то и так далее. Мы не в такой сейчас ситуации. Просто вдруг Рашка прямо сейчас подыхает, там Путин, там еще что-то, и на нас, ну так, пофантазируем, да, буквально, падает деоккупация, да, вот, и мы и ни туда, и ни сюда не понимаем, что делать. Возможно, сейчас эффективно, максимально как-то разумно сформировать вот этот общекавказский дискурс, северокавказский. Я не знаю, прям на ходу получается. Это прям сейчас надо делать, в сию минуту. Прямо сейчас надо колоссальную работу вот с вот этим образованием, это назовем, да? Но образование однозначно. Всестороннее образование нам нужно во всех сферах, как бы. На это акцент колоссальный, пропаганда в обществе, в народах, она должна идти. А у нас вот эта брутальность развивается. Там силовые единоборства, где-то оторвать воинский дух у нас у кавказцев на протяжении веков был показан, это есть. Вот чуть-чуть надо, не чуть-чуть, а колоссально на образование перестроиться.
Почему? Потому что с развитием вот этих технологий, вот эти новые методы ведения войны, вот это вот, что касается вот этого искусственного интеллекта и вот этого вот батарейки, скажем, да, вот если они смогут добьются вот увеличения вот этого батареек, да, у дронов, это вот у всех имеется, это вот просто все изменится колоссально, они на пороге этого. То есть нам надо в образование конкретно сейчас уходить с головой. Вот для начала надо, чтобы каждый на местах, на его улице, будь это в селе, будь это в городе, будь это вот массированная пропаганда образования была, всесторонняя, все науки, все важно. А в общем, если политическое говорим, то нам нужно вот это историческое просвещение. Колоссально оно нужно. Именно нам, кавказцам, самим надо рассказать эту историю. Не так, как русские рассказывают в своих учебниках, как они навязывают, как они вот именно стараются вот эту свою колонизацию в мозгах удержать. Именно нам, самим кавказцам, это надо рассказывать. Конечно, издавать они не будут давать, эта литература будет запрещаться, но тогда получается вот в таких живых разговорах на местах где-то собирать молодежь, детей, им рассказывать, объяснять, и там начинать с маленького, и потом переходить к политическим каким-то вот этим вопросам. Когда я здесь говорю, например, про чеченскую историю, я же ее на русском, для чего говорю? Хоть это как бы у нас чеченская история, но мы те же кавказцы. И наш менталитет, у нас есть свой этот уникальный кавказский менталитет, мы схожи. И вот я говорю именно на русском для того, чтобы, если вдруг снова Аллах этот шанс даст, чтобы кавказцы именно с учетом наших ошибок и вот увидели на примере на нас, как это бывает в отношениях с Россией, в отношениях в международном плане, как с нами поступали, или как мы старались что-то сделать на международном плане, чтобы вот с учетом этого именно кавказские народы потом не совершили какие-то ошибки. И это же уже политическое просвещение. Получается, этим тоже должны заниматься на местах, вот так, точечно. Сначала начинать с каких-то простых, базовых вещей исторического просвещения, а потом постепенно вот таким к политическим каким-то просвещениям переходить. Это здесь и сейчас нужно делать. Вот здесь задавались вопросом, там, что я вообще не вижу. Вот в России пока нету никаких. Вот там есть, в Кремле видно, что у них там сейчас какой-то вот сброд и шатание идет. Но там идет, насколько я понял, сброд и шатание только в двух вопросах. Или жестко закрутить все, вот как они с Татарстаном сейчас разобрались, да, как бы полностью ликвидировать вот эту федерацию, более сделать ее монолитную одну империю. Ну, вы знаете вот эти разговоры, что национальные республики это была ошибкой этого Ленина, что это как бы мина замедленного действия. Это вот мы видим на примере этого Татарстана, что есть какая-то партия в этом Кремле, которая вот считает, надо двигаться так. Есть другая партия, которая считает, нет, там вот так вот, там, чуть-чуть как либерализация, скажем, да. Но эти обе партии, которые вот это между ними только и есть это соперничество или какие-то разные мнения, но эти обе партии ничего хорошего для нас, для кавказцев не светят. Это максимум, вот это то, что мы имеем сегодня, как так называемые республики, какие-то псевдогосударственности, да, вот так это останется максимум. А так они могут вообще полностью это все смести, вот на примере этого Татарстана. И все, а никакой другой какой-то силы, которая может прийти к власти в Москве, там, в России, и там предоставить нам какие-то там ослабления, этого нету. Даже в лице этого Ходорковского мы видим того же империалиста. Пока этого нету, поэтому вот в какой-то вот краткосрочной перспективе, что у нас все будет радужно, ничего этого нету. Это жесткая борьба за это должна будет идти. И получается, чтобы эту борьбу вести, надо, чтобы духовное, внутреннее у тебя состояние, сила в убеждениях. Вот я говорил то, что интеллектуально должны быть вооружены. Это вот должно здесь и сейчас уже происходить на местах. Этим конкретно заниматься и образование, и политическое, историческое просвещение. Тот же Навальный, например, брат, тот же Навальный, например, это же конченый ублюдок-русист. Он либераст-рашист, только там немножко в таких других тонах, так сказать. Он будет такой же фашист для Кавказа и для нерусских. Его вот эти там либеральная риторика и прочее, это же все чушь собачья.
Я в это не верю абсолютно, что кто-то говорит Навальный, там, может быть, неким таким Да нет, нет, лайфхаком. Сахош, там я тебе больше, я, например, вообще на это нам не нужно, мне кажется, тратить не свои, кто там, Навальный, там, Ходорковский, кто бы там ни был, там один хуже другого, кто бы ни пришел. Там не от них надо отталкиваться, а от нас самих. Муслим правильно говорит, именно здесь и сейчас нужно нам э, на лестничной площадке, во дворе, на улице, на районе, в городе, в республике, в Европе, везде. Надо вот это работать, надо с молодежью работать, рассказывать. А потом еще помимо исторической вот такой правды, которой 400 лет, альхамдулillah, есть вот именно чеченская сейчас вот эта вот история. Это наша, иншалла, история совместная, но именно они показали, и вот этот момент тоже значимость и ценность вот этой правильной истории, вот ее нельзя сейчас растерять. Понимаешь? Вот ее сейчас нужно закрепить в умах, понимаешь, вот молодежи, чтобы они как-то... Безусловно. Вот, что говорит? Хамзат, Да, 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 скажи. да, говори. Я с тобой согласен и с Муслимом полностью согласен. Только один момент я, конечно, считаю не совсем правильным. Вот ты говоришь, что нам без разницы, кто там будет в Кремле сидеть, и нам на этом не надо заостряться. Да, нам на этом не надо заостряться. Нам надо, как Муслим сказал, заостриться на образовании, на просвещении, на всем об остальном. Но нам не то чтобы важно, но для нас какую-то косвенную роль все-таки играет, кто будет сидеть в Кремле. Я вот недавно смотрел на Ютубе документальный фильм про завоевание Александра Македонского. Он заранее из своих врагов делал союзников, да, грубо говоря. И поэтому, если будет в России, я считаю так, может быть, я ошибаюсь, может быть, время покажет другой результат, но если, например, в Кремле будет сидеть хотя бы более-менее лояльный кавказцам, скажем так, политик, да, который там не будет тушить и устраивать вот эти межнациональные разборки за куски земли, как сейчас это происходит, там, либо еще какие-то, вот, то мы хотя бы сможем не отвлекаться на это, понимаешь, не отвлекаться на это и заниматься просвещением, заниматься своим народом, заниматься своими делами. Вот. Но когда нас будут еще со стороны, разделяя и властвуй, применять принцип, понимаешь, что тогда нам будет сложнее. И это очень Будут, хорошо. брат, извини, я тебя перебью, брат, будут. Лучше быть приятно удивленным, чем разочарованным. Будут. Не стройте иллюзии, не строй иллюзий, Нет, брат, не будут. вот и Еще раз, у них одна задача, вот эту линию, брат, они от нее не отошли ни на шаг. Кто-то но так я, скрывая ее, кто-то явно проговаривая. Поэтому, если мы не будем готовы, понимаешь, как с нами не будут считаться, и нас не будут слышать, и не вот, захотят с нами договариваться, если мы не будем зрелые в этом смысле, образованные, как Муслим говорит, и не готовы к этому историческому моменту, понимаешь? Массово, не частично, не локально, а именно массово, понимаешь? вот Только я, тогда они пойдут навстречу, и тогда они будут вынуждены с нами договариваться. А иначе это не надо на них, что, от того, что там завтра придет, ты думаешь, завтра может прийти к власти в России это еще такой, что Путина еще будут вспоминать, понимаешь? Поэтому ничего хорошего от смены власти именно в сторону послабления там какого-то, в нашу сторону не стоит ждать. Это обольщение, это обман, мне кажется. нет, я тебе хочу добавить на этот вопрос, вот на твой, точнее, ответ. Я не обращаюсь и не надеюсь, что там придет какой-то прям политик, который скажет, да, все, вот вам Чечня, независимость, отстаньте от нас и там живите, как или Кавказ там. Я не к этому говорил и не говорил, что там мы должны ждать или надеяться, что там придет какой-то лояльный к нам политик. Я просто имел в виду вот тот момент, когда мы будем заниматься просвещением, образованием и всем прочим, если нам не будет помехи, и чтобы мы могли это время уделить своему образованию, своему народу и своему и просвещению, и когда, как ты говоришь, не обращайтесь, там все равно придет или тот же самый другой политик начнет толкать линию того, что ему выгодно, для России выгодно, то мы хотя бы уже будем просвещены и будем образованы, и тогда нам легче будет понимать, понимаешь, наше общество будет более консолидировано, мы будем лучше друг друга понимать и лучше друг друга слышать. Не только чеченцы там, например, но и все кавказцы. Мы будем понимать, что когда Россия захочет, например, что-то предъявить, там, например, Чечне, Дагестану или там Осетии, мы будем понимать, что это коснется потом нас всех, а не только Чечни, Дагестана или Осетии. Мы не будем, как сейчас, разобщены смотреть со стороны, что, ну, в Чечне война, ну, жалко братьев, но, как говорится, но это не наше дело, да, грубо говоря. Вот. Я к этому говорю, а не к тому, что мы там рассчитываем или будем надеяться или ждать, что в России там придет
хорошей политики, подарит нам независимость там, либо еще что-то. Вот к этому я сказал, что нам было бы выгодно, чтобы все-таки какое-то время в России сменилась власть, и Россия была занята собой, своими переменами, преобразованием, может быть, в лучшую сторону, я не знаю, может быть, это в худшую сторону будет. Но мы сейчас видим 30 лет уже почти, что в лучшую сторону нету преобразований ни в самой России, ни в отношениях с нами, получается, правильно? Мы это можем констатировать, этот факт, правильно? Соответственно, это историческая закономерность, брат. Извини, пожалуйста, это историческая закономерность, потому что другой специфики в России быть не может, в принципе. Ну, все-таки, понимаешь, у нас есть какая-то, как говорится, какой-то шанс, что если завтра какой-то придет другой политик, да, там, не знаю, Навальный, Ходорковский, пусть они русисты, пацифисты, я не знаю, фашисты, кто бы они там ни были, что пока они какое-то время будут изменять тот строй, который есть в России сейчас, да, и как-то по-своему перестроить, скажем так, вот эту политическую систему, может быть, они захотят ее перестроить, может, не захотят перестроить, мы не знаем, что будет. Но в любом случае у нас есть шанс в это время заняться собой и своим просвещением, и своим воспитанием. И тогда, когда дойдет до дела уже до того, когда у них взгляд их ляжет на Кавказ, тогда мы уже будем понимать и скажем, что мы все братья, и мы не хотим быть в составе России, и тогда Россия должна будет считаться с тем, что весь Кавказ хочет отсоединиться. Ты знаешь, брат, я вспоминаю Джохара Дудаева, пожалуйста. Я вспоминаю слова Джохара Дудаева, рахимахуллах, пока русский мир существует, он никогда не откажет от своих амбиций. Я когда слышу вот это, извиняюсь, конечно, там Ходорковский, который говорил, что он будет идти воевать на Северный Кавказ, это черт гнойный, якобы такой смелостью обладает. Называл себя националистом в прямом эфире на вопросы интервьюеров и так далее. И Навальный такой же, как Ходорковский, плюс-минус. Я просто смеюсь, понимаешь, грубо говоря, потому что русский мир, пока он существует, он будет гнуть плюс-минус ту же политику. Как они перестроятся, если они возглавят беспредел? Сапаш, знаешь как, я вот брату скажу просто такую маленькую, какой-то, очень упрощенно попробую сформулировать, понимаешь, если мы будем именно сегодня, вот сейчас, сегодня непосредственно будем заниматься вот уже перечисленное то, что Муслим сказал насчет образования, насчет консолидации, насчет общения, насчет выстраивания какого-то видения правильного такого, понимаешь? Если мы и за какой-то за какой-то период времени мы сможем как-то созреть в этом смысле, то именно тогда, когда в России, а я надеюсь, иншаллах, что когда будет борьба за власть в России, когда вот они пусть бодаются, вот в этот момент, когда они будут бодаться и пытаться что-то, кого-то переехать или там как то столкнуться, вот в этот момент у нас может появиться шанс, понимаешь, заявить о себе. Мы должны быть в этот момент готовы должны быть, понимаешь, и что говоришь? Хамзат, извини, перебил тебя. Смотри, я про это и говорю, что мы должны, пока они будут делить власть там, да, и перестраивать свой политический строй там или же еще что-то, мы должны уже к этому времени понять, что Кавказ, это, например, там Чечня, пусть это отдельно будет, или же каждая республика отдельно, неважно как, мы должны понять, что когда Россия придет снова и обратит взгляд на Кавказ, что мы должны стать одним народом, да, одним, как говорится, плечом к плечу. И тогда уже Россия будет просто вынуждена считаться со всем Кавказом, если станет весь Кавказ, понимаешь, плечом к плечу друг другу. Не сможет уже Россия насаждать тогда свою политику на весь Кавказ. Да, она может Чечню и Дагестан прогнуть, может Дагестан и Осетию прогнуть, может Осетию и Кабарду прогнуть там, но весь Кавказ она уже сразу не сможет прогнуть. Она должна будет либо применять реально жестокие подавления и кровопролития. Согласен, понимаешь, если бы на тот момент, брат, если бы вот когда началась война в Чечне, первая война, когда началась, понимаешь, если бы на тот момент мы бы так весь Кавказ бы относился бы к этой войне, как он, к сожалению, пока он проснулся, пока он немножко начал равняться за братьями и так далее, и так далее. Если бы мы на тот момент были бы вот так вот, так, хотя бы так, как мы в конце, вот, не в конце, а вот когда последняя война крайняя шла. Если бы мы так же, когда мы... Муслим, вот Берх перебивать, Молцова, вот начали другую тему. Абу Ибраим, заблокировать, и все, еще телефон, еще. Дайте этому Хамзе договорить, он важную тему говорит. Хамза, договорит. Муслим, тамагола, Муслим.
Я просто хотел вот брату сказать, это такое мое видение, и оно исходит из того, как там я сам участником, альхамдулилля, каких-то событий был, и братья, и все. Я говорю именно, мне кажется, что на тот момент, когда началась Первая война, именно когда Первая война началась, если бы весь Кавказ, я просто даже вспоминаю, они тогда опубликовали, когда Джухар разговаривал с одним из лидеров в Кабарде, и они это прослушку эту потом обнародовали, когда он говорил, как надо действовать, что он призывал и так далее, и так далее. Ну, не разбудил, не проснулись там. Кто-то струсил, кто-то продался, кто-то там, не суть. Но когда в последние события, которые были в Чечне, уже то отношение всего Кавказа, какое было, оно совсем было другим, не как в Первую войну, Муслим, ты не дашь соврать. Если бы на начало Первой войны мы бы все так же отреагировали, то я думаю, что совсем другой был бы исход и итог. Но надо понимать, что мне кажется, что Москва также это понимает, она также научилась этому, она тоже сделала выводы, и она стала более коварной, более жестокой, более циничной. Поэтому надо быть готовым к этому. А для того, чтобы быть готовым, опять же, возвращаемся к тому же, что нужно работать, начинать со своей семьи и заканчивать уже целиком народами в республиках. И, ну, в общем, я как-то Да, немножко... и я же раньше тоже про это говорил, что мы всегда друг друга учили. И русские, и Россия училась на нас, воюя с нами. И мы учились. Мы как бы хорошие учителя друг у друга были. И Россия для нас хорошим учителем была вот в этом противостоянии. И на нас тоже Россия хорошо училась. И как ты заметил, Россия – это мощная империя, которая вот несколько веков, там, грубо говоря, 500 лет существует. И просто карту открыть надо, посмотреть, если такой большой кусок территории они смогли отхватить на этой планете, и 500 лет вот они существуют, и вот сколько они удерживают, вот эти последние 200 лет, такую большую территорию они могут удерживать, это не дураки, значит. Вот я когда чеченцам своим говорил, вот надо считаться со своим врагом, не переоценивать, но и не недооценивать. Вот это Признавать надо. Россия, да, вот это Россия, вот этот русский народ, там, да, он выглядит вот как наивный, там, но это мы то, что видим, вот, простое какое-то население. Но если бы они были бы дураками или слабаками, они веками эту территорию удерживать не могли. Они не только могли удерживать эту территорию, они еще вмешивались во всех концах этого мира. То есть это вот мощная империя, надо понимать, с кем имеем дело, что это не простой какой-то дурачок враг, если он даже где-то создает видимость, чтобы мы подумали, что он такой дурачок. Этот враг не дурачок. И поэтому, как ты сказал, надо очень хорошо готовиться и понимать, с кем мы имеем дело. И как ты сказал, вот эти анализы, Россия всегда делала. Вот я в том разговоре, я когда про Дугина вот так коротко этот момент упомянул, вот этот ислам, возьмем религию ислам, да, она же его обрабатывала, она его под себя подгоняла, проглатывала. И вот сначала это произошло вот с Нахшбанди тарикатом, да, это произошло и в татарских, в Татарстане, в Башкирии, в тюркоязычных республиках, народах, еще в 18 веке, я имею в виду. Потом точно так же с 18 века и на Кавказе она это начала как бы под себя подделать. И вот это они сегодня называют традиционный ислам, российский ислам. Это вот они его обработали. Как бы столкнулись с чем-то, потом нашли методы, как это можно использовать на благо себе. Потом точно так же вот этот кадарийский тарикат, который Кунта Хаджи привнес, да, на Кавказ, и он был чужим для России. Вот это снова, я повторяю, восстание 1877 года Алимбека Хаджи, которое происходило, вот, это же были именно зикисты, это были в основном колоссальное количество этих мюридов Кунта Хаджи. И именно в них тогда это выразилось, вот это противостояние этой системе. Точно так же вот это вот восстание 1877 года, оно и в Чечне, и в Дагестане, и на Западе, в Абхазии проходило. Они это смогли тогда тоже подавить. И точно так же потом обработали этот кадарийский тарикат. И, как я сказал, в данной вот это современности, вот это как салафия или ваххабизм назовем, вот то, что вот, новое, то, что на территорию России пришло, да,
Они этот салафизм точно так же обкатывали, это видно было и на примере этой же Кабардино-Балкарии, когда какое-то время они салафистов там оставляли, потом их начали преследовать, и это в итоге именно и вылилось вот в этом 2005 году, то, что в Нальчике происходило. То же самое в Дагестане, в Ингушетии, это мы везде видим. Если в Чечне это резко они начали рубить на корню, то, что поняли, что это, вот как Дугин там цитирует, политический ислам неприемлемый, им нужен бессознательный ислам, то вот на примере этого же Дагестана, Ингушетии, это вот была попытка как-то вот ассимилировать, как-то его сделать российским, чтобы завтра он уже работал на Россию. То есть, как ты сказал, Россия всегда вот учится тоже и готовится к будущим конфликтам. Вот самое важное в войне не готовиться к прошедшей войне, а постараться предсказать будущую войну. Как она может быть? По Да, принципу, да, хорошо. да, именно так, да, Муслим, именно так. Надо быть готовы Муслим, и ждать уже не той, и не того врага, который был тогда, более циничного, более ушлого, более подготовленного. Да, да, Ахи. السلام عليكم можно Муслим, вопросик? объявление Эмирата Кавказ и Мухетон, с чем это было связано? Хотя Докка тоже понимал, что интеллектуально народ не был подготовлен, но с чем это было связано? Я как бы этот кусок истории я хочу рассказать, поэтому я не хочу сейчас повторяться. Я потом расскажу. Я хочу с 2000 по 2017 к Эмирату Кавказ, потом к Сирии перейти и закончить 2017 годом. Поэтому потом об этом поговорим. Муслим, муслим, подготовите, что интересно гомду, и что интересно гомду, и что еще мадуи. Является. Это мое видение. Мне кажется, это очень нужно, это объявление Эмирата, это очень, нужно, это для чего, почему и как это сделано. Муслим, и что можно заблокировать, если у вас в общем, мы с тобой говорим одно и то же, только на разных языках. Хотя, Асвикмоба, Хайшин, мы начали борьбу за независимость, опираясь на демократические основы. Это же так было, Муслим, по-моему. Но я же сказал, что по-другому же это и быть не может, если мы собираемся в Ну, потом уже мы поэтапно переходили. Динти долж, потихоньку мы поэтапно переходили. Но, смотри, Муслим, Хажла, у нас вот тоже интеллектуальная неспособность, необразованность. Войнук, лирш, самое колоссально лирш, нахбар, идешь на бушеш нахбой, видишь, вот эти, ученые ислама, вот так, давай я так скажу, я пытаюсь на русском это все сказать. Вот эти люди полностью разобщили наше общество. Согласен ты со мной, Муслим? Я про это же рассказывал уже, межвоенный период и Муслим, не, на разных языках. Да, просто формулировка. Ацейна вайшица халга камел деш куча цуан динда аз тани войзон сунтунде нормально. Абу Мухаммад хоца ошвала хохеш ватерум халли етер микрофон но ацадить на цахезон Абу Мухаммад. Салам алейкум, я просто не хотел влазить, думал, как вы закончите, озвучить хотел кое-какие мысли. Вот сегодня мы живем в эпоху фитны терминов и определений. То есть сегодня, например, шариат выставляет пугалом для неисламского мира, хотя мало кто знает, что во время похода Наполеона в Египет большая часть процентная ханафитского правового свода была адаптирована в Франции. И сейчас есть исследовательская работа по этой теме. В то же время мало кто знает, например, что европейские историки называют имама Шамиля отчаянным демократом. Даже цитата Маркса есть, что великий демократ, было сказано про имама Шамиля. И поэтому сегодня не надо вот как-то шаблонно реагировать на термины, а надо смотреть на суть вещей. И вот как правильно ты сказал, Муслим, что элементы демократии,
как выборность, мнение большинства вот в определенной специфике, это исламские ценности. Вот фундаментальная разница между исламским устроем, да, и сегодняшним, как бы в кавычках, демократическим, это источник законодательства. То есть самая фундаментальная разница, то, что здесь исламское право, источник законодательства, со всеми элементами демократии, которые можно наблюдать. А тут гражданское право, по-моему, если я правильно определил. Это один такой момент хотел озвучить. Потом второй момент хотел озвучить, то, что сегодня даже, скажем, острие копья демократии, да, самая демократическая страна, это Америка, да, но настолько лицемерна эта демократия. Демократия для нас, а для других диктатура, получается. Они мало того, что поддерживают диктаторов, например, на Ближнем Востоке, да, они еще участвуют в переворотах военных. То есть сегодня, получается, даже эта демократия, она больше как бы пауэркратия, получается, силократия. То есть кто сильнее, тот и прав, получается. Вот если взять внешнюю политику, да, вот такой как бы эталонной демократической страны. Поэтому, как говорят, когда в шариат или шариатское правление кидают камни, то есть надо указать на им тоже надо на свое место указать, на свое лицемерие. Это второй момент. А третий момент, который я хотел озвучить, это вот тоже то, что ты говорил, Муслим, в жизнеописании пророка, алейхиссалату вассалям, очень много примеров политического диалога и компромисса. Вот как Худайбийский договор, например. Даже и другой есть случай очень интересный. Во время осады Медины, то есть когда это была кампания Ахзаб, когда курайшиты Мекки, иудеи Хайбара и выдворенные племена из Медины и большой клан Гатафан, они вступили в союз, 10-тысячное войско, и осадили Медину. И как пророк, алейхиссалату, очень интересный ход здесь сделал политический. Он что сделал? Курайшиты были, их двигала идеологическая и политическая как бы мотивация для этой осады. Иудеев также идеологическая как бы, они пытались как бы против ислама, против самой вот этой системы, идеологии, как-то война у них шла. А Гатафан только экономическими руководствовались, потому что им обещали из племена Хайбара, что огромное количество плодов Хайбара. Ну, что было тогда, когда был Худайбийский договор нарушен? Что сделал пророк? Что он сделал? Он убрал свое имя, что посланник Аллаха убери. Он пошел войной на них. Он пошел войной на них. И потом был... Он войной пошел только тогда, когда договор был нарушен. Потому что после договора с мусульманами в союз вступили племена, и с курайшитами вступили племена. И вот эти союзные племена убили союзные племена, часть каких-то людей было убита вероломно из союзников мусульман Медины. И эти Есть только три правила после этого, это понимаете? 3 года спустя, это 3 года спустя. Абу Мухаммад, перебивать Малайш, пусть он закончит. Да, я хотел вот этот последний вот момент озвучить, как вот политический ход пророка Мухаммада во время осады Ахзаб. И что делает пророк, алейхиссалату? Он вызывает на переговоры именно представителей этого племени Гатафан. 2 представителей, их лидеров приглашает, им говорит, что мы готовы вам дать 1/3 плодов Медины за весь год, если вы уйдете обратно в ваше поселение и оставите этот союз, в который вы сейчас вступили, и прекратите военные действия против нас. И опять он именно выбрал их, потому что они экономическими руководствовались мотивами. И затем что случилось? После того, как он предложил им, и они согласились, он вызывает представителей Медины, коренных племен Медины, ансаров, то есть Аль-Аус Аль-Хазрадж, и Саад ибн Убада и Саад ибн Муаз. Он их приглашает, они приходят, и он говорит: я договорился с Гатафаном, что они разорвут свой союз и прекратят военные действия против нас, если мы им дадим 1/3
плодов Медины. И тогда эти два Саада, они говорят: о посланник Аллаха, это то, что внушил тебе Аллах, и то, что мы должны сделать, или это просто ты ищешь для нас выход из ситуации? Он сказал: я просто ищу для нас выход из ситуации. И тогда это Саад, они сказали такие, очень такие, очень, как сказать, достойные слова. Они сказали: о посланник Аллаха, до ислама, когда мы не знали Аллаха и не поклонялись Ему, они не могли отведать из наших плодов, кроме как получив их как в подарок или купив их у нас. А после того, как нас удостоил Аллах исламом и тобой, неужели мы сейчас должны как взять и проявить эту слабинку? В Аллахе нету у них для нас, кроме меча. И тогда пророк, алейхиссалям, обратился к лидерам Гатафан и сказал: вы слышали их, нету, то есть соглашение невозможно достигнуть, вы можете удалиться. И вот они, когда удалились, ученые некоторые даже выдвигают такое мнение, что пророк, алейхиссалям, даже предположительно знал реакцию двух Саадов, но в то же время он сделал этот шаг, чтобы деморализовать союз, и что политические очки какие-то были достигнуты, хоть никакого соглашения не было. То есть это пример политики и политического диалога, и таких примеров очень много. И вот в завершение хотел сказать, что для нас очень важно просвещение и образование. И как некоторые ученые говорят, что любое государство, им движет самые основные два элемента: это разведывательное управление и исследовательский институт. То есть для нас мы должны иметь исследовательские институты, которые будут изучать и просвещать. То есть на знаниях должно быть основано действие и, например, амбиции, да, так народов и как общества. И поэтому очень важно. Вот даже сегодня, Знаешь, сейчас я завершу мысль, да, вот даже сегодня то, что мы наблюдаем, допустим, вот то, что там забирают людей, там коллективные наказания делают, я уверен, это не спонтанное и самопроизвольное действие, это вот планомерное, изученное, вот то, что было эффективно на Кавказе со времен Ермолова, и это просто применяется грубо, банально, применяется на практике, и это результат именно исследования, как нас изучают, религию изучают, строй изучают, и самые эффективные методы используют. Ты знаешь, Абу Мухаммад, когда говорил вот муслим о том, что они учатся и так далее, вот именно как раз ты хороший пример привел. Вот это Худайбийское соглашение, брат, оно входит в программу МГИМО. Это вот где дипломатический вуз в России, его изучают, это соглашение, понимаешь, и делают выводы, субханаллах. Они понимают, что это верх политического, в общем, диалога был, понимаешь, и они сделали выводы даже с этого, субханаллах. А мы тем более должны этому учиться. Джазакаллах хайр. Вот этот Худайбийский и вот это то, что осада Медины, когда была, там именно дипломатические большие успехи были достигнуты. Вот Абу Мухаммад как бы до конца просто это не дорассказал, когда именно дипломатия, создавая видимость, ну как бы такая дипломатическая диверсия была проведена и разобщены эти союзники. Вот это вот тоже показатель, что в каком-то месте надо и политику, и дипломатию вести. Не везде там бичом рубишь, прорубаешь. Я что хотел сказать? Вот это то, что Абу Мухаммад сказал, захват вот этих заложников. Но это с самого появления России на Кавказе вот эти аманаты были. Вот если вы будете читать документы, аманаты. Как соблюдались какие-то договоренности? Брали в заложники родственников людей самых влиятельных. Только так Россия могла рассчитывать, что что-то будет соблюдаться. Именно брались аманаты в заложники люди, и если что, их вырезали и перебивали их. Это вот с тех пор идет вот захват в заложники, как бы шантаж, террор. Это вот оттуда идет, с 18-19 веков, это не новое. Это оттуда началось и просто сейчас возродилось, можно сказать, в эти войны. Муслим, почему мы всегда уходим в историческое прошлое? Там. Историческое прошлое, Муслим, это как политика. я все понимаю. Дай закончить. Исторический прошлый обязательно к изучению. Ой, Аллах, ой, бусал долж.
дал Коран, чуах истории войн, я ложь, и дал Аллах метод чуешь. Это методы, которые мы видим в Коране, которые Аллах применял к этому человечеству. Он приводит примеры нам в Коране, историю каких-то народов, как назидание, как насиат. Я Поэтому полностью история, она важна, колоссально играет большую роль. Потому что Муслим, я с это тобой вот как полностью методы согласен. Аллаха были. Муслим, я полностью с тобой согласен. Давайте говорить о сегодняшней ситуации. Как исправить сегодняшнюю ситуацию? Мы что хотим? Мы понимаем, ماما что поймет, صباح على وسام история будущего. мы интеллектуально, мы неграмотные, абсолютно у нас духовенство. Урс, все галита, Урс, дай мне сказать. Смотри, эти примеры, они необходимы. Это как бы политика, опрокинутая в прошлое, история. Это вот как современность. Потому что вот эти высказывания, что все повторяется в истории, вот эта спираль истории, это по факту так и есть. Эта история служит примером каких-то несовершения ошибок или для объяснения каких-то моментов. Поэтому мы возвращаемся к истории и будем всегда к ней возвращаться. А то, что вот сейчас вот эта вот востребованность вот здесь и сейчас, что делать? Здесь и сейчас вот то, что я сказал, больше нету. Есть образование и просвещение. Все, больше нету ничего. Здесь и сейчас нету. Как бы это ни было обидно, прискорбно, трагично, другого сейчас нету. Поэтому мы здесь все время говорим, мы не призываем к войне, мы не говорим никому воевать, мы против этого, мы никого в леса, в горы не ведем, нападать не говорим. И вот обрати внимание, ты снова как бы я тебе в историю возвращаю. Вот это Кунта Хаджи, что вот про нем, о чем они говорят? Вот он был против войны, он как бы говорил, что не надо воевать. Ну, как бы мы сегодня говорим то же самое, что говорил Кунта Хаджи. Почему мы говорим? Потому что деятельность Кунта Хаджи на окончание Кавказской войны. Именно тогда же его деятельность и начинается более активная, он становится известным общим каким-то авторитетом. То же самое мы сегодня после окончания вот этой войны, вот мы в израненном, в истощенном, выдохшемся состоянии, мы понимаем, что все, вот этот этап пройден, и сейчас вот нельзя куда-то людей говорить, чтобы они головой об стенку бились или на штыки прыгали. Вот поэтому мы как бы сегодня говорим то же самое, что Кунта Хаджи тогда говорил. Почему? Потому что это вот такой временной промежуток сейчас. Сейчас нужно снова восстанавливать силы, интеллектуально вооружаться, готовиться, заниматься просвещением, образованием. Чтобы если в будущем этот Аллах нам даст это окно, чтобы мы не повторили каких-то ошибок и постарались снова наилучшим способом, наиболее большое количество раз создать причину. А результат у Аллаха. Мы не знаем результат, это от нас не должно зависеть. Мы вот жизненный путь, которым мы живем на этой земле, вот сколько живет человек, если вот так по факту взять, с 15 лет, например, он начинается у него, да, подростковый такой уровень, и там, ну, как бы, грубо говоря, вот эта активность, это вот бывает 30-40 лет, да, активной такой физической, да, мозговой деятельности. И получается, вот этот период мы просто должны максимально выкладываться, постараться исполнить те обязанности, которые на нас возложены. Все, а результат у Аллаха. Вот просто вот так, если это понимать, к этому относиться, тогда никто не будет как бы, вот почему мы не побеждаем здесь и сейчас. Ну, победа от Аллаха. Может, он ее предписал в ближайшее время, может, не предписал. На нас лежит исполнение обязанностей наилучшим методом, наилучшим способом и максимальное количество раз эти причины создавать. Это как бы как дуа, которое мы делаем. Вот если все время делать дуа, просить у Аллаха, это же именно как бы проявление айбада, поклонения. Вот то же самое, вот это создавание причин наилучшим способом, максимальное количество раз, это вот как бы вот ты дуа делаешь Аллаху. И в этом уже все ты исполняешь, ты вот признаешь Творца, и от него ждешь. Может, тебе даст в этом мире, может, не даст. Это уже от нас не зависит. Для нас вот постараться вот исполнить вот этот жизненный маленький промежуток времени, в котором мы живем, вот те, которые у нас возложены, обязанности и причины создавать. Все. К проблеме. Муслим, а тебе не кажется, мы зацикливаемся на историческом факторе? Нам не надо идти вперед. Салам алейкум. Урс, хотел бы еще раз, хотел
важность истории для мусульман подчеркнуть тоже, как муслим говорит. Вот уляма, ученые тафсира, они говорят, что Коран содержит в себе большие 3 темы и малые 7 тем. Маудуатуль Корани кубра ва сугра, они называют их. И Маудуатуль Корани кубра, то есть 3 большие темы Корана, они делят на 3. Одна — это единобожие, таухид. Вторая — это ахкам, то есть халяль и харам, право. А третья — касас, истории. И также в Коране часто встречается, вот, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Сиру фил арди фандуру кайфа кана акибату алладина мин кабл». Отправляйтесь по земле и смотрите, каков был удел людей до вас. И это очень банально. Историю изучать, чтобы не наступать на те же грабли. То есть историю ради истории изучать, да, это не плодотворно, а историю изучать для того, чтобы применять ее на сегодняшний день. Вот так правильно будет. Это да, вот как ты говоришь, что нужно нам двигаться вперед. Но вот мы используем историю, чтобы двигаться вперед. Хамзат, нет مخيص ريز مسلم يسمع شوية. Особо, Хамзат, когда неужели мы должны зацикленно стоять здесь на месте? Нам надо продвигаться вперед, интеллектуально обогащаться, другие сферы внедрять. Мы должны идти вперед, а не зацикливаться. Да, мы должны брать примеры с истории, но не останавливаться. Здесь мы больше, чем о современности, мы говорим о истории. Мне кажется, нам надо идти вперед. Согласен, согласен. Что именно конкретно ты имеешь в виду, когда говоришь, надо идти вперед? Скажи, посоветуй, брат. Я же тоже это самое говорю. Если бы я был бы ученым, исламским ученым, я бы что-нибудь мог бы и посоветовать, мог бы и не посоветовать. Я не знаю. Я говорю, почему всегда мы зацикливаемся на исторических факторах. Мы здесь останавливаемся и говорим, постоянно мусолим исторические факторы. Давайте продвинемся вперед. Да, это было. Давайте брать оттуда примеры. Я не знаю, каким-то образом брать оттуда примеры, извлекать ошибки, делать правильности. Надо идти вперед, не надо зацикливаться на тех исторических факторах. Ребят, нам же 22 год. Мы вот об этом же говорим. Мы прямо здесь сейчас говорим, ты, получается, или не понимаешь, или не слышишь, что мы говорим. Мы в воскресенье об этом говорили, что здесь и сейчас нам нужно. Мы же об этом тоже говорим все время. Здесь просто проблема, мне кажется, в чем? Что кто-то ждет чего-то другого. Вот как бы нет, это ему как бы не подходит, и он ждет чего-то другого. Но другого нету. Другого вот конкретно кто что ждет, ну вот возьмем каких-то наших таких, которые вот, например, слушают нас и не комментируют, ну может нам дают название пораженцы, мурджиты, они там не говорят, что надо джихад делать, сражаться, атаковать врага, и они как бы молча могут нас слушать и думать, да, вот эти мурджиты, пораженцы, они не понимают, что надо вот так действовать. Понимаешь, здесь проблема, что для кого есть действие, что вот реально здесь и сейчас нужно. Мне кажется, я здесь высказываю мнение, что здесь и сейчас нужно, и в этом чате сегодня мы об этом говорили, в воскресенье мы об этом говорили, мы периодически говорим, получается, или не слышим друг друга, или не понимаем друг друга. Другого ответа у меня нет. Не понимаю. Муслим, все зависит от Всевышнего. Это я Хаджил Таган, светлый путь великого Назарбаева, Эммат Лебош, в течение 5 дней разрушился этот светлый путь. То, что там, эти светлые пути, вот это все, это понятно, это может по воле Всевышнего моментально разрушить, просто по щелчку. Я что говорю, муслим? Я все это понимаю. Муслим, я что говорю? Смотри, мы постоянно зацикливаемся на исторических факторах. Почему мы не можем пойти вперед, взять с этой истории то, что нам нужно, то, что правильно, то, что нас быстрее продвигает, чтобы достигнуть что правильно, что взять, можешь сказать? Вот,
Что Вы, с этим нельзя? ты мне это тоже скажи, я же тоже не Ну знаю. вот Нам надо, тогда это, пророк, я говорю, саллаллаху алейхи специалистики. вассалам, пример, сподвижники, пример, Ой, حبيبنا صلى табиины, الله пример, ما فهم صلى الله праведные عليه ученые, وسلم كم пример. سنة Что вы еще منكم надо? بس хотя бы طلع عروتي. Как мы Ну это вот я можем? тебя перечислил. Надо изучать свою религию, и все. И идти. Пророк показал нам путь. Иди. Мне здесь Хазрат, вопрос задал один брат, я его прочитаю. Ассаламу алейкум. Я взял для этого литературу. Хотелось бы узнать методологию изучения истории для самообразования. Желательно ответить голосовой чат. Да, литературы много. Я вот для чеченцев говорил. Ну вот, например, у нас есть вот этот Абдурахман Авторханов. Сразу я могу посоветовать то, что это вот обязательно читать. Это больше современная история будет там в основном 20-е, 30-е годы. Есть книги и Байрбекова Чагаева, есть книги, это я сейчас про Горскую республику говорю. Вот так, если вот так сейчас Не на быстро чеченском, повесить. а не на чеченском языке, Муслим. Не, на русском, это все на русском языке. Есть книга вот этого Тимура Музаева, тоже про Горскую республику, там как документы будет, это интересно, она более с такой пророссийской точки зрения написана. Но все равно он пишет хорошо, мне нравится, в общем, там, если даже какие-то ошибки бывают, но в целом хорошо у него получается. Это вот для начала, вот как современная история, скажем, последних 100 лет, да, и вот эта вот Горская республика, она имеет колоссальную роль для изучения подробно для нас. Почему? Потому что это все повторилось. Что произошло в Горскую республику, вот как Хамза говорил, мы это видели в 90-х годах, поэтому это вот надо изучать. То же самое мне один вот кто-то брат задавал вопрос, вот было ли когда-нибудь у нас такое вот то, что мы сегодня наблюдаем. Кажется, что вот это вот явление, которое мы видим, что оно впервые у нас. В 20-е, 30-е годы было, и тогда вот Мазлак Кушаев был такой личностью, такой же отрицательной, и как она в народе осталась, мы знаем. То есть что-то у нас было из того, что есть, просто мы не знаем. В общем, я говорю, население не просвещено, не знает. Вот. И знает поверхностно, а надо знать детально. Потому что, как здесь Абу Мухаммад сейчас сказал, когда историю просто изучает ради истории, мне она не интересна абсолютно. Вот здесь вот бывают братья, когда мне говорят вот какие-то детали про что-то рассказать, мне так не интересна эта история. Я раньше здесь и говорил, мне это интересно как философия истории, как политсоциология, как политистория, как политология, вот как анализ того, что происходит, процессы. Вот так мне это интересно. А просто сама по себе история, она настоящая, вот скажем, как история. Я себя как бы поэтому не считаю каким-то историком. Почему? Потому что настоящая история, она такая пресная, там, ну, как бы, как ты, книжный червь сидишь, изучаешь эту историю. Она так мне тоже неинтересно бывает. Поэтому историю изучать, ее надо изучать для того, чтобы использовать, руководствоваться как инструмент, да, вот так ее надо изучать. И вот эта Горская республика, что я говорю, ее надо хорошо, этот период, 20-е, 30-е годы, хорошо изучите. 20-е, 30-е годы, вот эти восстания в Чечне, которые происходили, точно так же, да, вот видите, Нажмудин Гацинский, Нажмудин Гацинский, я сейчас забыл, вот, Анталтинский, по-моему, был, еще один дагестанский один лидер духовный, у нас он в Чечне тоже был, сражался и тоже в плен попал, как и Нажмудин Гацинский. Но точно так же были и кабардинцы у нас в Галанчевском районе, из Кабарды приходили и тоже сражались с нами, какие-то лидеры участвовали с нами вот в этих восстаниях, сражались, воевали. Если вы будете изучать вот так детально, вы будете видеть это все это у нас повторяется и повторилось. Поэтому эту историю надо стараться вот так изучать, не просто как вот поверхностно, вот было, а вот более детально. То же самое касается и нашей сиры пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Не просто ее как читать, как рассказ, а вот именно анализировать и стараться переносить вот сюда на современность, видеть вот какую-то аналогию, ну как руководство это читать, а не просто как история, а именно как руководство использовать сегодня.
То же самое знать надо. Это вот минимально Абу-Бакр, Умар бин Хаттаб, Усман, Али. Это вот я всегда говорил, Дейл Рейс Хилцан, Масана, это вот минимально, я считаю, любой человек, который считает, что-то он должен делать, да, вот, он понимает, что на нем ответственность есть перед Аллахом, фарзул айн на нем есть, и он считает, что он что-то должен делать, вот по умолчанию просто обязательно это все надо знать. Вот все это надо обязательно прочитать, потому что если этого, это минимум. Это вот минимум. Я не говорю там уже и дальше, вот, например, по военной тематике, завоевание Сирии, Футушам, обязательно прочтению. Просто по умолчанию. Просто обязательно надо это прочитать. Литературы много, поэтому вот так перечислять все я не смогу. Читать. И исламскую литературу, Сабардела, и исламскую литературу читать, ну и точно так же документы читать историческую, вот я про Готскую республику, вот про 19 век, 18 век. Вот я сказал, я здесь не могу это рассказывать вот так, как цивилизационное противостояние. Но если вы будете изучать именно как цивилизационное противостояние, то у вас вообще полностью будет понимание, что происходит. Это как бы тоже, я считаю, обязательно. Это вот то, что обязательно любой, который считает, что на нем есть обязанность перед Аллахом, он обязан это знать. Если он этого не знает, он совершит ошибки и будет совершать ошибки. То как бы из одной норы его снова и снова будет кусать, жалить. А то, что как в хадисе сказано, что мусульманины не должно из одной норы снова и снова как бы про грабли, это то же самое, как говорится, на грабли наступать нельзя. Чтобы на грабли не наступать, нужно знать вот эту вот тысячелетнюю эту войну, вот это противостояние, потому что все, что сегодня есть, это причины и последствия того, что было 50, 100, 200, 300, 500, 600, 900 лет назад. Это все вот когда как одну картину вы видите, целиком вот эту всю историю, да, у вас четко бывает понимание, как действовать, что делать. Вот кто-то мне вопрос задал по истории, вот так это надо изучать. Ассаламу Можно алейкум. вопрос задать? Алейкум ассалам ва рахматуллахи. По дополнение, я хотел насчет муслим, то, что он говорит, читать. Самое первое слово в Коране читай, это очень важно. И говорят, для развития мозга, говорят, надо, что в месяц, не знаю, так, ученые говорят, что 300 страниц в месяц надо прочитать, чтобы мозг нормально развивался, как и тело наше развивается, мы должны заниматься спортом, а также для мозга тоже нужно развитие. И один ученый, я слышал недавно, короткая такая насиха делал, он говорил, читайте, даже если это книга по кулинарии, читайте ее просто. Конечно, лучше читать Коран, это самое лучшее, и уже другие истории, не знаю. Читайте вот то, что говорит муслим, читать это на самом деле очень важно. Муслим, исторические факторы переносить на современность, ибо не надо зацикливаться на старых факторах, исторические факторы, брать с них пример, изучать и переносить на современность. Микрофон, телефон, скорее всего, телефон, дикиостел, даю микрофон, что фонит, то ай, халате, ацахезов, что ай, хоцахез. Муслимы, на самом деле интересно. Я бы хотел насчет истории чуть-чуть дополнить после Ялча. Для того, что мысль, чтобы выложить, это очень даже колоссально. Даже я поражаюсь, что мысль выражать. Я бы чуть-чуть еще дополнил. Историю. Но на историю, чтобы не делать ошибок, смотреть историю, не делать ошибок. Примерно это реальный пример. Своим мнением устанавливается 2002-2003 год качался колоссально нормальное радиочервое движение, если сказать. Дома все, даже переломный момент уже пошел с 2003 года, можно сказать, когда вот эти гробы отправлялись в Россию, именно так, они и скрывали, сколько потерь там было, и то, и другое.
И тогда это все шло даже очень даже хорошо. Если мы даже протерпели бы, даже, можно сказать, год 3 еще, тогда это вообще колоссальный переворот в государстве. России это не нужно было дальше продолжать. Но успешная операция России, что у нас пошла внутри между собой, вот этот, у них даже очень даже получилось. Ну, сперва были первые предатели, как мы знаем, а потом уже пошли горы предателей. Вот, это была успешная операция. Да. Сейчас я думаю, что посмотрев на эту историю, лучше нам, мы же всегда знаем, кто у нас враг. Враг это Россия, это мы все осознаем здесь. Но сейчас, как мы в последнее время видим, что мы сейчас очень сильно переключились на этих предателей. Предатели, и как это получается? Есть хозяин и есть собачка на поводке. Мы сейчас говорим всегда о вот этой собачке, собачка, собачка, собачка. А вот именно хозяин, который поводок держит, о нем мы очень мало говорим. И я так считаю, что если наши блогеры, наши, которые вот эти рупоры наши, можно сказать, которые это кто знает, надо было бы лучше нападать на этого хозяина, чем на этот на поводок. Я не говорю вообще оставить это под поводок, но если мы будем, смотря на эту историю, у нас сейчас, конечно, возможность там цинкровые гробы отправлять нету. Но у нас есть сейчас другая война информационная, что если мы будем туда бить, я думаю, больше эффект нам даст. Так, и что этих людей задерживают, все это, если мы нападки делаем на них, я думаю, что их реально лучше боюсь, они же останавливают их. Царь да, метр давали, а уж так говорите, Маршо, история есть. Ас-Сабах, история, амуца есть Сабах. Я не говорю, что не надо изучать историю, не надо, понимать, что это. Я не говорю, не надо зацикливаться на этом. С историей на какие-то тузиков ты переключился. Я не говорю, что не надо изучать историю. Я говорю, на историю мы должны изучить. Мы должны ее знать, мы должны ее понимать, но не надо, мы не должны на нем зацикливаться. Сейчас 2022 год, сейчас уже другая современность, другое мышление. Можно я тебе вопрос задам, Ахи? Во. Вот скажи мне, пожалуйста, я тебе такой насчет образованности просто. Я понимаю, слышу тебя, но если поймут меня братья, я думаю, иншаллах. Вот скажи мне, кушать, есть, это фард или сунна? Хамза, я вот знаешь, это адыштик, вот в смысле ислам, и он что цагаон. Я не знаю это абсолютно. Ну ты правильно понимаешь, вот ты все ответил, Ахи. Нам нужно понимать элементарные вещи, мы не знаем. Вот Хамза, мы не должны зацикливаться на истории, мы должны изучить. Да не история, я не о истории говорю, брат, я говорю об образованности. Образование. Вот я тебе говорю, понимаешь, вот мы здесь все мусульмане. Мы не образованы, мы не обогащенные интеллектуально, мы 70 лет нас давили. Ну правильно, поэтому и говорит муслим, поэтому Абу Мухаммад говорит, поэтому мы все говорим, надо образование получать. برده أدم دو شو عديهم هو تجوش ديهم مسيت ساعة قميل ده سو بردش بيت عمي هم أولي حوش دمك شداسي بيحكي قبيل قندير دولة إلى القمال دي قمال ده ريسيش قندير دولة بعدين ولادوش بيت عمي هم إردلي وشو عبقي ناخر بو الديون هو سو بردش شاولو الشيء ده شيء تعموس دنس كيني بالشيء ده خايف من ده قميل دي كلي أصل سو بردش زين شو قميل دقداش ساعة ما دويسوي يو ساعة دويسوي سام شيء يقول يو ساعة يقول كل أسر ويتن هم دي خاش غيش درويتن هم دي خاش غيش ده المقلع مسلم خلق كيف هم قال بالشوف على دوش بس عمي هم دريتي وشو قتاوي اشتيتش ليش ويستقل دوغ وردولش عليه خاطر اخوات شمدة سمك زوغا عندي دول بيحكم بدا يلسو دقلير مسلم وحشوا ولشي احت كروش مواتي كربين شين سين خيتش سين منين
تنفيدني غاس ما تسيني خالوش جمدوك ليس بيخ قبل انت انا ديلا دي بيخ حويس هم داس ديلا داس بيخ بالله عم ساخس ديك تبو حين خيتك بو نوح تنجي تعوف روس موتيتوس دلر نوح يتعنو بروس الموتيتوس إز أتويت دلر صوت سول احسن يعني كل ايش احسن هدانا انجير بولش مسلم لير السيد ولير وان قنك أمين. يرمسوي ولا وش خيتر وين مسامي امين 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 سخيس سخيلا И именно на этот вопрос муслим Алчуавала, как он насчет этого думает, то есть Элек Хесхе Дуцун, ответ диридарите цому, что нам цавонти. تخزرون سواء أتوه طوشي حل يشكو زوك تخزرون سماح خزيري سوشون ثانيا خزيري Повторить там, где дуасин сохешвоем, خشونا муслим коротко повторить дуасин, сейчас да юдит да. Вопрос был в том, что история, он хаж, я радовал бедари, но история хаж, when история, я дал хуман цани, в будущем пользуется этим хаж, я радовал бедари. Цунах из прошлого нашего ближайшей истории духой 2002 на 3 Эйларка, самый переломный момент Айгаруэ, я абсолютно с этим согласен, он дальше истрел, так и пошло. И Джоди приметили Гумадар, и мы сейчас не должны мы взять с этого пример Борос. Мы знаем, кто наш враг. Враг это Россия. Но есть, как я сейчас выразился, есть как это, тузик на поводке, и есть хозяин этого тузика. Мы сейчас, именно наши братья, сейчас акцент именно идет на этого тузика. Это именно на это сейчас давим. А хозяин уже что свободно ходит. Это его Маршу, Хома вы выстольщик, по-моему. Эхо, дышаншу. Ага, меня слышно? Я когда ты говорил, я это слышал. Ну, здесь я считаю, например, Тумсо здесь ранее кому-то отвечал, когда, что вот если ты считаешь, что надо это сказать, приди и скажи, или назови эти имена, это с этим обстоит. Вот, например, те люди, которые у нас сегодня есть, и они говорят, как они могут и как они знают. Поэтому требовать от одних, чтобы они все это сказали, или все как хотелось бы говорили, это неправильно. Получается, они делают то, что они могут, и должны быть другие люди, которые будут говорить так, как вот хотелось бы, или дополнительно. Мы все друг друга дополняем. Вот. Не бывает так, что один человек во всем может справиться. Поэтому правильно то, что ты говоришь, но получается, для этого у нас нету людей, которые вот даже активно вот это вот освещали, более активно на это внимание акцентировали, у которых более складно, лучше бы это получалось. Поэтому здесь проблема именно вот в отсутствии этих кадров. Снова как бы возвращаемся к этому вопросу. Чтобы вот это было, получается, надо сначала знать, получить образование, просвещение, знания. Хотя бы на таком уровне. Вот это с этим, мне кажется, мое мнение, вот с этим это и связано. Что у нас есть много чего сегодня необходимо то, что делать, перед нами стоят задачи, но нет людей, которые могли бы эти задачи на себя брать и понести. Как количество много есть, а вот именно нужных кадров, знающих людей, владеющих этими, этого у нас нету. Да, вот обидно, что их нету. Ну, значит, надо заниматься воспитанием, созданием этих кадров или таких людей. И штрицоне, вот, щек далушлик деш мовой каждый, щек далушлик дешу каждый, поэтому цакелхум дадиез эллага хонийский чхарука сенцахун юхда лашдаться на сионийский патты, что дадиезак и дадиез хитчо эн свой фатпес эллага салга элака. Иштхар дадиезер бош, советовать деш, а схун цабон целаш низкий атланит, что вот так вот бывают люди, которые много дают советов, что нужно было бы или было бы хорошо, но никто не говорит, вот я это сделал или я вот это буду делать.
Я еще помню, мы прикалывались, шутили, когда один брат такой говорит, вот я знаю, как можно было бы разобраться с этим Кадыровым. Вот есть такой вот план, можно было бы внедриться там, ввязаться к нему в доверие, потом подобраться к нему близко и подорваться. И вот так можно было бы все это решить. И тогда ему говорили, ну вот у тебя хороший план, ты сам его и реализуй. Вот здесь у нас проблема, что реализовывать людей мало у нас бывает. Ну, как бы непосредственно, когда надо что-то делать. С чем это связано? Ну, связано с образованием, незнанием. Получается, хотелось, но реальность такова, что нету. Значит, надо заниматься воспитанием, формированием таких людей. У меня один вопрос, Маша, можно я скажу? Насчет Тузика, он говорит, насчет Тузика, там, хозяин есть у него, что лучше с хозяина начать. Маршал, у меня вопрос, если Тузик настолько обнаглел, и настолько их уже развелось, много Тузиков, что пока ты дойдешь до хозяина, или там решишь с хозяином, или ты дойдешь до него, он тебя искусает, ты от потери крови там умрешь, там от родственников твоих он искусает. Короче, если там настолько уже, если положение, надо хотя бы с него начать, пока его хотя бы остановить, этого Тузика, Маршал. Как ты думаешь? Отвечу на твой вопрос, если это вопрос если бы я сказал бы волкодав, это было бы там что-то другое, там вообще это жанжал, я сказал Тузик, это не просто так было сказано, это сказано, что вот этот хозяин просто цит скажет, этот Тузик просто замолчит, поэтому так было сказано. Муслим, я хотел бы как бы тебе задать вопрос. Слышно меня, да? Нет? Хорошо, на бумагу, хорошо. Да, вот как я вот Тумсо спрашивал об этом. Вот Дугин, по-моему, если я не ошибаюсь, вот он говорил, что успех России в Чечне именно заключался в чеченизации проблемы, и это было сделано через вот исламский формат, вот когда традиционных мусульман в кавычках противопоставили типа ваххабистам, да, как бы и вот такой конфликт был создан, и вот в такой вот постановке вопроса, вот сегодня то же самое, то, что сейчас брат озвучил, вот я задавал вопрос Тумсо, не кажется ли, вот, например, допустим, деятельность Тумсо, вот в основном вот у него критика идет именно в чеченский сегмент, да, вот этого режима. То есть как вот в российской, как бы более колониальная повестка так особо не затрагивается, да, в его контенте. Вот почему так? Я вопрос задал. И не кажется ли тебе, что это наоборот на руку играет, как чеченизация проблем? Вот, Абу Мухаммад, я понял, ты раньше, помню, тоже это говорил. Чеченизация, да, если вот так говорить, это межвоенный период, вот это вот внутригражданский конфликт, который у нас произошел, какой-то конфликт происходил по нашей причине, он естественный. Я снова не хочу повторяться, повторюсь, да, снова возвратимся, что все современные государства, нации, которые сформировались как нации в государство, они проходили эти этапы на разном историческом периоде, внутригражданский конфликт. И я приводил пример снова из ислама. Если мы оставим всю эту историю, только на ислам будем опираться, исламскую историю, что вот то, что произошло в Макке, это чисто, если вот так современными терминами выражаться, это внутригражданский конфликт, где люди из одного племени, где люди в прямом смысле являлись друг другу кузенами, дядями, и противостояние между ними возникло. Вот Абу Лахаб, это же тоже родственник дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они друг другу были кузенами, братья, отцы были, которые противостояли друг другу. Чисто вот прямой, видный внутригражданский конфликт, не то, что внутри гражданского общества, да, там присутствовали и другие представители каких-то родов, да, или каких-то племен. Но вот если, грубо говоря, взять, это даже, можно сказать, внутри одного рода даже конфликт как бы происходил, потому что с обеих сторон были именно кровные родственники.
Вот в прямом смысле были кровные родственники, где, например, вот, Абу Суфьян, да, если я не ошибаюсь, он с пророком в четвертом поколении сходится. Это знаете, как вот у вас, у кого-то предок, который жил в середине 19 века, вот как бы вот Абу Суфьян и пророк, саллаллаху, они вот родственники были. Например, вот у них там вот в 19 веке, если бы родственник один предок был бы, то есть это вот буквально даже вот так внутри одной кровной семьи, внутри одних семей этот конфликт проходил, чисто внутригражданский конфликт. То есть это естественное, то есть это естественное, то есть это естественное какое-то вот, этапы развития этого общества. Мы видим, что даже ислам этого не избежал. Это вот во всех народах, во все времена эти были. То есть вот это внутригражданский конфликт, который происходил и во времена Ичкерии, межвоенный период, предвоенный период, вот, там была как бы проблема, что вмешивалась третья сторона. Вот Россия, она вмешивалась и в предвоенное время, во времена Джахара, и вмешивалась вот в межвоенное время. Вот об этом Дугин и говорит, что у нас это получилось. Они как бы смогли в какой-то мере оседлать эту тему, и это оттуда имеет корни, которые потом и продолжилось с начала войны. Например, те, кто помнят эти времена 2000-е, они должны помнить. Я вот не понимал, когда вот это началось разговоры, что там боевики, там МВА, они объединятся там с Кадыровым и будут воевать против ваххабитов, и я не мог понять, ну как так они могут на этом объединиться, как это может произойти. Но вот это 2002-2003 год, именно тогда это и начало происходить, мы это тогда именно и увидели. То есть это все продолжение с этого межвоенного периода. Что-то было неизбежно в межвоенном периоде, как я уже повторяюсь, это так, все народы через это проходят. И что-то, да, Россия использовала. Теперь, что касается вот деятельности именно Тумсо, снова возвращаемся, я вот снова повторюсь, он то, что он может, он делает, он говорит, вот то, что он может, он делает. Если вот как бы это не хватает, или еще бы хотелось бы, чтобы и это было, ну вот человек по своим возможностям это делает. Получается, значит, другие тоже люди должны. Один человек же не может все делать. В какой-то мере, например, можно сказать, здесь непопулярная личность, это Губа Арцуев Аслан, который гамбургский, да, он как бы тоже эту тему комментирует, говорит там про Путина, но здесь, наверное, просто его большинство не слушает. Что да, есть какие-то люди, которые это заполняют со своей стороны. Удачно, неудачно, эффективно, неэффективно, это другой вопрос. То есть вот требовать от одного человека или ожидать, что один человек может быть универсален во всем, это нам необходимо в будущем, да, я сам об этом говорю, что надо надо нам становиться универсальными, но нельзя во всем быть. Можно какие-то 2-3 сферы стараться ухватить, и то это еще вопрос, будет ли это качественно. Но требовать от одного человека, я считаю, это, ну, как бы, это нереально, что щегдалушник бешу каждый ногой. Джазакаллах хайр, Муслим. Еще вопрос, Муслим. Вот если человек, он, как сказать это, допустим, своими действиями может навлечь какие-то проблемы на родственников, да, вот и по вот этой коллективному наказанию, которое, да, подвергаются люди дома. Вот как ты считаешь, в моральном плане, там, нравственном, какую долю ответственности такой человек несет, или несет ли он вообще ответственность? И такое должно его сдерживать или не должно сдерживать, допустим, деятельности там публично, даже банально, даже здесь, например, мнение свое выражать, допустим, в чате. И выносится ли ему Абу Мухаммад, видишь, это трудный вопрос, это он каждому лично возвращается. Насколько ты готов зайти далеко и пожертвовать? Готов ли ты всем пожертвовать? Это уже вопрос каждому лично возвращается. Это, например, во время войны, вот там, вот дома, бывало так, что родственников, например, у одного отца поймали, вот, Леть Эскиев, Камал был, амир Шилковского джамаата. Я помню, это где-то, по-моему, 2001 год, если я не ошибаюсь, мы сидим, и он говорит, вот так они моего отца взяли и говорят, чтобы я пришел, сдался. И мы молчим, никто ничего не говорит, потому что трудный момент, это его отец. Но очевидно, если он пойдет, сдастся,
он подвергнется там пыткам, и он вам выдаст других людей. И получается, он может выбрать, пожалеть своего отца, пойти и сдаться, но там пострадают другие люди. И так по цепочке это идет. И получается, он сам, мы никто ничего не говорили, он сам сказал, нет, я не пойду, потому что он вот так это и как бы формулировал, я пойду, они меня будут пытать, я там сдам других людей. И как бы пожертвовал, да, отцом. И также бывало, и еще в то время это все бывало. Вот у моего близкого друга, у него забрали пожилого старика. Ему тогда, я не знаю, под 70 лет было. Это был отец жены. Вот как бы других родственников не нашли, чтобы у него захватить. Его захватили и требовали, чтобы он вот этот сдался, пришел. Он не сдался, его тоже убили. У Докки Умару вот так забрали отца, 72 года было. Женщин тогда тоже забирали. Ну вот это там такие вопросы. Вот если ты на это пойдешь, это значит, они будут применять. Это вот, как бы, вот, например, я вот снова вернусь к Костецкому, когда вот Костецкий вот во время дискуссий сделал акцент на том, что там женщины и дети были, поэтому имам Шамиль он сдавался в плен, это было обусловлено. Я считал это колоссальной ошибкой. Вот как так можно публично на весь мир, вот твой враг смотрит, наблюдает за тобой. И ты как бы говоришь, если вы будете захватывать наших женщин и детей, да, тогда мы можем пойти на уступку или как-то сдаться. Но тогда враг будет их захватывать, если мы показываем, что вот здесь у нас есть слабая сторона, в которую, если вы ударите, то мы как бы попятимся назад. Вот эта война сама, она ожесточенно вот так и набирала обороты. Готов ли ты пожертвовать всем, что у тебя есть, в том числе и своими родными и близкими? И многие через это проходили, жертвовали. Или ты не жертвуешь, но если ты не жертвуешь, тогда это все на этом закончится. Поэтому это такой трудный вопрос, это он каждому лично возвращается. مسلم انت عم قال نقدرياس انت Собор да, и сочах валит лани, Абу Мухаммад. Насчет пользы, собор польза и вреда, Абу Мухаммад, и польза и вреда, да. Вот я, честное слово, я вот не понимаю, почему вот так они колоссально сейчас зачистили. Я вот не могу найти объяснение, вот зачем нужно было 20 лет спустя, или я не знаю, 10 лет, последний раз, по-моему, в 2011-2012 такое массовое у них происходило. Там они 74 человека, там почти за 100 человек они собрали, и у других людей собрали, родственников. Там как бы колоссальную они такую провели эту операцию. Я вот не понимаю, 20 лет спустя, чем это обусловлено, что это вызвало. Вот единственное, я так размышлял об этом, я думал, может быть, вот это адат, которая есть, была статья, что там как бы получается вот пропаганда, которая говорила, что там Запад за ними стоит, что там какие-то западные манипуляции. И вот эта статья адат, что там они были связаны, вот этот Абу Бакр, который там работал в какой-то правозащитной системе, вот эти связи, я вот думаю, может быть, у них сложилось мнение, что все вот так здесь, но это же нету у других такого. И вот я не могу себе сам объяснение найти, вот чем вызвана вот эта реакция. Не понимаю я сам. Я не вижу что-то такого особенного, или Тумсо что-то мог сказать, или другие люди вот чего-то такого не сказали, что вот так эту реакцию вызвали. Вот я не нахожу объяснения. Поэтому, Абу Мухаммад, я не могу понять, вот, что эти люди сделали, что они сделали неправильно или сказали такого, что вот это вызвало такую реакцию. Отчаянность еще, отчаянность. Такая вещь в голове возникла, такой триггер, что вот когда родственников Тумсо забрали, да, вот так массово, вот этот же фильм, который недавно вышел, там очень такой интересный момент есть, там какого-то специалиста вот, по политике, вот его спрашивают, является ли это государственным терроризмом. Что это за фильм? Фильм про Тумсо. Фильм про Тумсо. Вот там... Где он вышел? Какой это? Дом сняли или где? В Швеции сняли. Это да. Там такой момент, вот этого специалиста из какого-то исследовательского института, там связанный с политикой, что-то, прям вот этот журналист спрашивает, прям как есть буквально, он говорит,
является ли это государственным терроризмом? И он говорит, да, безусловно, это является государственным терроризмом. Мне кажется, самый вот мощнейший тезис во всем этом фильме именно вот этот тезис, потому что это, наверное, бьет именно по российскому руководству. Абу Мухаммад, а где-то на русском он есть? Вы на каком языке его смотрели? Он есть с субтитрами на английском и шведский язык, по-моему, там. Ну, как там? Муслим. С русскими субтитрами, Абу Мухаммад. Муслим. توصل ناس خصونا ليرسا شدوش حستا عمل يقرأ أختو أحمد سدويت دكتور شو بديش توصلنا أودرسك وآخرين أختو سيك أس فدويت دو أس مثلا أس نيس توتو ميك تمسوس خز دوش أول خز موت بوسين خز دي خسن تنبوغ مبوي انس تمسو ده سون وقوة وري سون ويش تمسو أبو إبراهيم إيش كيجي بر سون الله دكتور كيجي بر سير قراجع كيتا وصل الصعب هم صباح هنس أسكنتن إدي تأخو شو إديش خدش طبعا صدق أساسا والأوضة ده عند عوضتش حاون صدق تعجويتشون سو سايكيت جويتشون كوك جويتشون مش جويتشون ياك عم باتشون أبسولوتنا هو do you do أس إدي تخوش ورسقو حاسة هون تدويت ألشون ده هالوش دويش دو سنة إدي تخوش واس أصلا نا وصل ديش وشل ديش أصلا ويجلوش أو بديش كيش يسق بدي رجعت ولا خيتسون إدي تخوش جوي مسلم نيس باغي أس نيس فيلش إدي تخوش وتعود الخاوش ولا نسبو نسبو أوضل نش بولش بوي يتصدوش عطينا أولي بيش بولش بوي مسلم سوسة بصر مش دقة بوبا دقو دكتور دوش خبر ديش دقو ده دارس خيلرسن ده شيء يا ده سيرهيك دولك والله سيرهيك كنت مدو شو سجوينا وصو وصون إذا لا واخين أنا لا يشولش وصو تدير شيء أول شيء خيرش واس هو يتردو سين سون ديز خوش هاتش بس عم خدوس تعطون مش دي تغير تغيروسه Поэтому я и здесь и говорил, когда говорю, что надо быть интеллектуально вооруженным, это вот обладать знаниями, багажем знанием и умением эти знания потом применять, говорить их. Поэтому это возвращается к образованию. دير شيء إيش دور شتام بس إيش تعقل إيش دوش أو بيرشك حاجة دير إيش دوشن عام ديرش يروين إيش دوشن يروين دي إيش دوشن باش إيش تويلش عشان مسلم سام كهيك الله يسر سام إيش دي Слушай, брат, а как вот, я не знаю, дискурс, تخز ليست خاديز مال جوغ موستر ولا مال لور ولا شنج ليست خاديز هم سرال شني أور ما عشورتين دا تاع صبري خلويس تاع صبري خلويس دعويز دو مالنا ليست عام ديز عام وديز واسكش دبلوماتي أولتنا عن خرج دورسهم دائما وش خليت دور مدرس ويدقوا داس ويدي بدتر داس وإشت ملعة وإشت ووشي ديون فيش ملغير وين ووشي تعبرتح تعبرت لك بيزوي من الخلد لاح وين قرد ببيزاه ديون سحن خرش دورسهم ليلو إلي خديزوي على واحد حدا مسلم إستوري حتى إستوري يوش تعديش ديون هلك بين إيش مصو خلونش ديون ويديش تعتبر حاي أنا هيتسوت إهوتني المرجو ديق أدوي وين ديون وين خلص وين كيجش دوخ جرجرنا دوخوي دودر شادك ديون دقيقو داخش مصو جرجر لونش دولش ديون دقيقو داخش عن ذيغنين خدولش دم داوي ديون وي سحن الديرت دوغ وين ميل خلده خلدو ديون دير ديون شين خلغيتر دينشون قنتير ولا خلدو دلاح ديون ميلا تعبرت دوخم ليلو دي الشيقر بيحك باجو قنتير واخويز مؤذنا قنتير ووضم ليلو ديز ديون
ووشي هنا أسك دبلوماتي أوكسنخ إستوريو عامويش دبلوماتي عامويش تأخير دوش لا المقلع لا لكن دول ووشي من لهتشي ووشي وهم دشي وين خزقيتر داس ومستقشن خزقيتر لو إيش بيلور بقوي قيوم ما دي داس قوي إيه لقوي هاي Может, можно вопрос задать? Давай, задавай. Брат, я вот насчет конкретики, вот понятно, что в нескольких так тезисах в голосовом чате это не сформулировать, но если какое-то такое обрамление придать, да, всему этому, так скажем, дискурсу, да, как создать вот эту политическую методологию, да, такую общеисламскую или общекавказскую, да, такую региональную, с учетом наших реалий, да, вот как, я не знаю, по сегментам может это разбить, YouTube-каналы, информационная борьба, одна про историю, другое про историко-политический анализ, как ты говорил, третье, я не знаю, идеология, ну, понятно, да, вот разбить конкретно по сегментам, как план действий, и информационную такую, правильную, так сказать, пропаганду делать. И опять-таки, если это делать, понятно, что это невозможно делать, находясь на местах, да, как бы из-за опасности и так далее. Мухаджирам это надо делать, перебираться как-то это делать. Эту работу что должен кто-то вести? Я чтобы... понял. Самое первое, это всегда все время упирается, во-первых, в наличие кадров, людей, есть ли они для этой работы, да, вот необходимость работы, она понятна, вот есть необходимость для этой работы. Второй вопрос. Условно может. Да. А есть ли люди теперь для этой работы? И теперь вопрос, да, вот люди тоже, они есть. А теперь третий вопрос, а могут ли эти люди полностью отдаться этой работе, понимаешь? И вот эти проблемы, я вот сейчас не говорю про общее, ну даже я могу и про общекавказское сказать. Кавказское в каком плане, вот эти сопротивления, которое было, оно у нас колоссально понесло урон с началом вот этих сирийских движений, по всем сферам, вот полностью, вот эта Сирия, она все высосала. Начиная с финансов каких-то, заканчивая интеллектуалами, физическим, людским ресурсом. И мы сегодня в это время находимся, в полном таком истощении во всех смыслах. Поэтому это касается и общекавказской проблемы, и, в частности, и чеченской проблемы. И вот это вот, как ты говоришь, вот эта методология, политическое воспитание, оно имеет свои проблемы. Во-первых, трудно вести вот такую публичную какую-то деятельность, рассказывать что-то, говорить. Мне, например, трудно бывает, даже вот то, что я здесь рассказывал, вот эти 90-е годы историю, да, реакция была видна. И сейчас 2000-е, по 2017 тоже я ожидаю, реакция будет. И кому-то трудно вот эту реакцию выдерживать, как критика, которая обваливается. И когда она именно обрушивается со стороны твоих единомышленников, сторонников, твоих как бы близких людей, вот это трудно тоже бывает. Вот если чисто в чеченскую тему брать, у нас вот это с межвоенного периода потом накладывался один на другой этот кризис. В таком тяжелом кризисе находимся, поэтому вот этой работы как таковой у нас не велось с самого начала, ее нету. И у нас она не велась, и вообще в общем кавказском формате она тоже не велась и не ведется по сегодняшний день. И как я сказал, проблема в кадрах, этих людей нету, их высосало, и кавказское вот это вот сопротивление, война, и сирийская война. И потом даже если где-то кто-то, какие-то как самородки, где-то они есть, сохранились, если у них возможность этим заниматься, или физически, где они находятся, или заняты каким-то естественным трудом, хлеб надо добывать, семью кормить. Поэтому вот мы здесь об этом говорили ранее, вот это биамваликум, а потом идет ванфусикум, да, сначала имущество. Аллах поставил это имущество перед этими физическими душами, да, что надо жертвовать. У нас вот эта проблема есть, получается, вот обладатели знаний, толиб илм, вот здесь Абу Мухаммад у нас присутствует обычно. Вот эти люди должны больше разъяснять, говорить про вот это пожертвование. Вот это вот шпенден, вот это то, что немцы говорят, вот эти все политические партии,
они именно на этом и формировались. Вот пожертвования делаются в политические партии. Люди вот видят этих людей, считают, что они продвигают их идеи и жертвуют партийные взносы. Даже у коммунистической партии это было. Это как бы общее такое понятное явление было для всех, что это должно финансироваться. И финансироваться сторонниками этих идей и каких-то мнений, да. И получается, наши люди, я имею в виду вот определенный контингент братьев, да, которым не проблема фи сабилилля там пожертвовать, чтобы там на одежду, на ботинки, там где-то те, кто сражается непосредственно на первой линии фронта, но жертвовать на какие-то там демонстрации, там плакаты, на какие-то конференции, форумы нет. Вот для нас это как бы вообще не стоит, что это то же самое, и за это будет награда. Нет, это кажется, как будто ты выбрасываешь. Но это для определенного контингента братьев говорю. Получается, вот это тоже надо изменить, вот это мышление, его кардинально надо изменить, чтобы вот это пожертвование, оно для таких людей шло. Именно для таких людей, которые занимаются какой-то общественной деятельностью, политическими вопросами или вот такими образовательными, просвещением. Вот эта проблема, она вот так много там, короче, сторон, факторов. Субханаллах, чем больше копаешься, да, тем больше вопросов вылезает, так сказать, вызовов реальности и анализ этого всего, и эти вопросы тоже надо решать, получается. Чем дальше, чем, ну, как сказать, ну, осознаешь, что больше в яме, да, как бы, и такой, знаешь... Да, вот это нам и главное, вот то, что я хотел все время здесь, чтобы вот это вот понимание и осознание произошло, вот в каком состоянии мы находимся, к чему мы пришли. Вот это вот у многих, я знаю, я сам по себе знаю, когда вот кажется, что где-то есть какие-то люди, они вот чем-то занимаются, они вот что-то сделают, вот так вот, и вот в ожидании, что кто-то где-то есть, и он это делает. И вот я стараюсь сказать, нету никого, мы все обнулены. Сейчас это поле, оно чистое, нету на этом поле вот кого-то, вот они возьмут, сделают, поведут, покажут, нет. Сейчас как бы на всех одинаково вот эта обязанность лежит максимально, как человек может что-то стараться сделать. Вот это вот... Да, и в этом положительный момент, что поле зачищено. Да, вот это я то, что стараюсь, чтобы вот это понимание и осмысление произошло, в каком мы состоянии в данный момент находимся. Потому что если вот видишь, как ты сейчас задал, вот именно меня вот это вот спровоцировало на вот эту речь, которую я сейчас говорю. Вот это, когда люди не понимают реальность, они тогда и не знают, а что нужно сделать первым, какой первый шаг сделать, какой второй, третий. Почему? Потому что они не владеют вот этой информацией о реальности, в каком состоянии мы находимся. И какие-то люди не владеют, потому что они как бы не активные участники каких-то событий, каких-то движений и не приближены к каким-то людям. И у них может создаваться мнение, что где-то есть какие-то люди, у них есть какие-то планы, программы, и они их будут реализовывать. И вот когда я это увижу, это вот станет публичным, я к этому присоединюсь. И люди как будто ждут какие-то, это я сейчас именно не обобщаю, а говорю вот о конкретике, о каких-то людях, которые готовы что-то делать. Но они ждут, им кажется, что вот это вот сейчас где-то кто-то что-то сделает. А вот этого нету. Вот то, что мы все вот реально сделаем, оно будет. А кто-то другой нету такого. Правда, как тебе вот в этой связи вот дискурс Гейдара Джемаля рахимахуллах, то, что ресурс там поистине, например, делает, да? На мой взгляд, это вот очень полезная работа. Конечно, да, конечно, это огромное вообще благо. Полезная. Я периодически смотрю тоже, не так постоянно, но так периодически. Это вот как бы колоссально тоже, у него своя, вот как я сказал, вот у нас вот требует, что и вот это, ну нет людей. Вот каждый делает то, что он может, какую-то сферу занимает и несет. Вот это вот проблема, что мало людей. А смогли бы они вот даже вот взять регионально чисто, да, для Кавказа, например, сформировать вот, исходя из анализа правильно и всего, там тоже полно кавказцев в редколлегии, сформировать концепт, да, так сказать. Но я не знаю, потому что я этих людей не знаю, я как бы совсем из другой категории людей, я апеллирую тем, что вот я знаю ту действительность, ту реальность, ту категорию людей, поэтому за них я не могу сказать. Я вот сейчас как
как сторонник со стороны именно вот этого сопротивления, я говорю вот за эту сторону. Потому что эта сторона для меня известна, я осведомлен этой стороной. А вот то, что там у других где-то они есть, я не знаю просто. И им тоже трудно будет, если они не будут знать вот реальность, в каком состоянии находимся. И мало того, что знать, надо знать, как к этой реальности пришли, какие причины, последствия. Как диагноз врач делает, да, вот он же должен знать, что больной сделал. Он куда-то пошел, там, проветрился или где-то с кем-то встречался, от него каким-то вирусом заразился. Вот это вот как для врача нужно, чтобы правильно диагноз вынести. Вот так же надо владеть информацией. Я в этой связи сказал, вот в Мискин, контексте... Мискин, мягко выдашь, я перебил. Мискин, регионально ты имеешь в виду взятую отдельную какую-то республику или... Кавказ, я говорю просто. Это же это общекавказский. Гидара Джемаля. Понял. Дискурс Гидара Джемаля чем полезен, да? Он полностью анализирует вообще и через призму этих идеологий, и положение реальных положений вещей, и консолидацию вообще уммы, да? То есть он огромный интеллектуал в этом плане. Он, можно сказать, по полкам разобрал эту философию вообще куфра, политфилософию и так далее. Очень полезно будет его, так сказать, работами заинтересоваться в свете реальности вообще новейшего времени. Понять вообще этого человека, я считаю. Муслим, насчет войны, насчет сопротивления, ты сказал, проблема, что высосало все сопротивление, то, что у нас была партизанская война, вот эта сирийская война, что она высосала, ты говоришь, проблема. Вот, знаешь, Худайбийский договор, когда они делали, там же сахабы, большинство, можно сказать, или все даже, они же против были, они же недовольны были вообще, короче. Они вообще видели только негатив, они видели только пункты против, все пункты они видели только против них, только проигрыш. Они конкретно недовольны были, они же не хотели уходить, они не хотели жертвенных животных резать и послушаться пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пока он сам, ему жена посоветовала, с ним его жена была, я имя не помню, одна забыл я, много раз слушал. Она ему посоветовала, совет дала, мудрый совет, чтобы он вышел и зарезался. Я к чему это все веду? Не все негатив, на самом деле не так негативно все бывает. Это партизанская война, на самом деле она может длиться даже десятилетиями, 30, 40, 50 лет, 60 лет, если они могут находиться там. У них вот эти подпитка новых сил, поссорился с женой или с матерью, все, пошел к партизанам, присоединился к сопротивлению, недоволен властью, президентом недоволен, там, все, пошел, там, поссорился с каким-то там чиновником или там ДПСником, все, пошел туда, короче, присоединился. Я не говорю все, конечно, есть у всех, каждого человека разное, нет, разное состояние, каждый по-разному действует. Но я к чему это веду? Может, это не проблема, может, мы это не видим так настолько дальновидно, настолько, как сказать, может, это к чему-то к хорошему, да, к чему-то это хорошему, и что это так случилось именно. Я не знаю, просто теорию я привожу, может, я не прав, может, она не ситуация, я не знаю. Муслим, истина муслим. В общем-то. Особо, муслим, я говорю, то, что ты говоришь, что это проблема, ты сказал, что проблема, что Сирия высосала вот это все сопротивление, что это все прекратилось. Я говорю, может, это есть позитив, может, это к чему-то хорошему, к чему-то лучшему это. Вот это. Ну это то, что все, как-то, да, вот, говорится, рассуждать, додолечься, альтернативные варианты, рассуждать довольно, чем, конечно, это можно вот так вот как-то понимать и толковать. Но мы же не знаем, это как бы просто, это незнание. Ну, очевидно, что это нехорошо.
То, что Ну, вот мы довод, знаем Мажан, точно, Муслим, то, что довод, мы я знаем, привожу довод. очевидное, хозяин, то, что мы Да. знаем, очевидное, что это была фитна, которая разрушила, дезориентировала, конкретно ослабила, просто колоссальный удар, это просто колоссальный. И это не может быть хорошо, если это нам нанесло вред. Понимаешь, вот это Я, то, что вот внешнее мы знаем, это вот это есть, это знание, которое внешнее есть. А скрытое одно знание, это уже скрытое, поэтому да, я по знаю, к сути чему дела. довод, я знаю, к чему веду довод. Япония, говорят, короче, там, это партизаны, которые против, после капитуляции, Да, как про именно, это Томсо тоже же говорил. Он, помнишь, вот это Нагасаки, то, что ядерный взрыв сделали, что это ужасно было, но это, может быть, спасло от какого-то тотального разрушения, уничтожения этой Японии. И получается, как будто американцы сделали правильно, что нанесли вот эти два удара, и японцы успокоились. А не нанеси они эти два удара, если дальше продолжилось бы, там разнесли бы полностью, может, сегодня Японии не было бы. Но это Муслим, уже я не это знания, хотел которые сказать. Не, скрыты от нас. я не это имел в виду. Я имею в виду сопротивление, партизанская война. Она может длиться 100 лет, я говорю. 100 лет, но она высасывает молодежь, высасывает также есть. И нету никакого результата. Может не быть результата. Такого результата нету. Она просто идет, партизанская война. Я говорю, к ним присоединяются, к этим партизанам, люди разных типов, по разным причинам, там, ссоры, дома с домашними поссорился, все, пошел туда, к ним присоединился. По разным причинам, я говорю, есть. Может, то, что это прекратилось, может, это хайр, может, в этом есть хайр, мне кажется, что сейчас... Вас, видишь, по факту, Вайн Зехела, то, что нам нанесло вред, это вред для нас, вот мы знаем. А вот видишь, ты снова то, что говоришь, это альтернативное развитие истории. Мы как бы должны сделать альтернативное развитие истории, это, и вот оно будет негативным, и тогда будет казаться, да, тогда хорошо, что здесь это закончилось, потому что могло бы быть еще хуже. Но это все уже из предположения. Это и Бог, что это альтернативно. Например, я делал акцент на Сааде Котаре, да, вот колоссальную мы понесли потерю. И вот эти тысячи человек, которые были понесены, и то, что Юго-Западный фронт так и не восстановился, это как бы повлияло на ход всей войны. И я как бы отметил, что это вот была колоссальная потеря, это большой минус. А с той точки зрения, как ты это сейчас говоришь, это как бы возьмем альтернативное развитие истории. Они как бы не погибли, эти потери не перенесли, Юго-Западный фронт остался, и война как бы затянулась, активная часть войны затянулась там не до 2005-2006, там, до 2007 года, а до 2015 года. И как бы насколько это именно снова мы должны именно негативный сценарий развивать. Не тот, что мы могли победить этим, а снова развиваем негативный сценарий, вот это могло затянуть войну, это больше жертв, больше разрушений, больше людей покидали бы республику, и, может быть, мы сегодня были бы в худшем состоянии, может. Это уже вот такое, понимаешь? Да, Ну да, предположения, скрытое, теории, да, конечно, это, да. Конечно, да. да. Поэтому это как бы оставляем, вот по факту, то, что вот на поверхностно есть, вот это есть, и с этим судим. Я имею в виду как минимум безрезультатно. Если я не говорю, что это потери, что продолжать эту партизанскую войну, это сопротивление, это потери еще. Ну, как минимум безрезультатно. Да? Борчуна, соответственно, не Борчуна, соответственно, я вообще массово шапиесу. Хэш Уисо. Хази. Хорошо. Хорошо. Там вы насчет Худайбии, что там, то, что пророку, саллиллаху алейхи вассалям, его жена давала совет, по-моему, Саляма, если не ошибаюсь. Это не было связано с заключением договора. Это было связано с хаджем. То есть в самом договоре он не советовался с женой. В том, что они просто сахабы не слушались пророка насчет этого. Да, я имею в виду, чтобы сам Волчин Ойл захвалили, как будто бы там перед заключением мира пророк саллаллаху с женой посоветовался. Там имеется в виду уже после этого, когда пророк саллаллаху хотел совершить хадж, там другие, сахабы не хотели. Как бы.
И тогда Саляма ему посоветовал, Саляма, если я не ошибаюсь, может, я ошибаюсь. Ну, короче, его жена ему посоветовала принести в жертву это жертвенное животное, как бы показать пример. И он принес его в жертву, и тогда остальные тоже принесли в жертву. Остригли волосы. Поправки. Не все, не из сахатах. Я имел в виду то, что я к чему вообще хотел это сказать. Я чуть-чуть перепрыгнул, да, то, что насчет того, что сахабы, они же были недовольны, они были этим пунктом недовольны. На самом деле в этом заключалось хайр, заключалось хайр, что после этого было откровение сура уже так, и что Омар даже подходил, спрашивал пророка, салам, неужели это была победа? По поводу худайбийского перемирия Аллах в Коране назвал это великой победой. Мы даровали тебе явную победу. По-моему, так это звучит аят. Там идет речь о худайбийском перемирии. Да, вот когда этот аят ниспослан, это просто колоссальное, именно не при Бадре аят ниспослан, а именно при худайбийском этом договоре этот аят ниспослан. То есть это именно была такая величайшая именно политическая победа. Поэтому, да, сахабы там даже во время заключения самого мира там, короче, жесткое как бы идут. Недовольство явно, да, видно. Абу Бакр там же сказал эти знаменитые слова, грубейшие, не хочу их цитировать. Там Али отказывался. Хубара? Вайн Хупайн Тусунах, это когда нам говорят, когда нам говорят, допустим, когда мы говорим, что хазарютовские соглашения были победой, да, многие говорят, да нет, они там то, это вот это, они просто... На самом деле это вот такая же была очень великая политическая победа у нас, и военная, и политическая, это чего события на самом деле. То есть это довод в пользу того, что победа, она может быть в заключении договора, который вроде как изначально выглядит как проигрышный для тебя, потому что худайбийское соглашение было, там мусульмане конкретно в уступках были. Мушрики там были на лучших позициях. Мушрики, допустим, не должны были возвращать сбежавшего от мусульман, обратно они его не возвращали, а мусульмане обязаны были сбежавшего от мушриков мусульманина вернуть обратно курайшитам. То есть там такие как бы явные уступки были. Отказывались от совершения хаджа, точнее от того, чтобы войти в Мекку, они отказывались, только в следующем году в хадж приедут там. Короче, таких много было моментов, но несмотря на это, Аллах назвал это победой. То есть это довод на то, что победа не обязательно, когда все враги убиты, они там капитулировали. Победа может быть там, где малая группа победила большую, пусть даже уступками, вынудила их сесть за стол переговоров, подписать какие-то соглашения, это победа. Хотя при Бадре они победили. У них малочисленная группа победила. Хотел добавить также, что интересно, Умар бин аль-Хаттаб, он очень сокрушался по поводу этого договора. И с Абу Бакром чуть ли не спорил об этом. И Абу Бакр, он даже приструнил Умара, сказав, что это посланник Аллаха, и он знает, что он делает. И то есть из этого всего следует, что для сахабов не было очевидным, то есть польза или победа это. И что самое интересное, Аллах потом, когда аят не спустил, он говорит: «Инна фатахна ляка фатхан мубина». Поистине мы дали тебе явную победу. То есть то, что не явно для сахабов, Аллах даже назвал явно. То есть это даже указывает на то, что порой может быть вещь, которая может быть, она не очевидна, но в сути она очень может быть очевидная вещь, как победа. И там говорят ученые, что самое главное, как бы польза этого договора была признание политической власти мусульман. То же самое можно сказать, наверное, про Хасавюр, то есть то, что уже как бы признание было как политическую власть. Да, договор, это когда договор делают, перемирие, это же на самом деле
обычно же говорят, мы с террористами не договариваемся, это террористы, мы не будем перемирие делать с террористами, это бандиты, с бандитами, короче, соглашение перемирия не может быть. Они же тем самым морально и в головах, умах общества занижают, они же полностью занижают своих противников. А когда перемирие происходит, это значит, что этот противник, он на самом деле и не такой слабый, что с ним уже на уступки идет эта сильная сторона. Ну вот эти 3 года, обратите внимание, здесь тоже 3 года обычно, то, что вот общеизвестно принято бывает, это то, что 3 года этот договор длился. И за эти 3 года колоссальное изменение произошло. Именно вот успех вот этих перемирия, он сыграл такую колоссальную роль, что именно и способствовал тому, что Макку уже брали без боя. Потому что по факту мусульмане победили. Почему? Потому что эти 3 года были использованы для распространения слова Аллаха. Вот массовое распространение принятия ислама, это же за эти 3 года именно происходило. Да, сразу письма были разосланы после этого. А у нас что получается? Эти 3 года, которые мы должны были вот так же использовать, у нас, вот как я говорил, буквально через год сразу, грубо, вот, например, если Россия там не соблюдала какие-то пункты договоренности там по финансированию, по восстановлению и так далее, вот речь идет о прямой агрессии, да, вот такую ярко грубую агрессию с нашей территории мы совершили. Это 97-21 декабрь, когда Хатаб они рейд на Буйнак сделали. И потом 99-м годом это заканчивается. Получается, за эти 3 года то, что мушрики допустили раньше ошибку, они как бы нападение совершили, и это и послужило проигрышем для них. У нас здесь получилось, что мы именно спровоцировали, совершали это нападение, и в итоге мы в проигрыше оказались. Просто хорошо вот так вот понимать вот этот Худайбийский договор, поэтому мы здесь его часто упоминаем. Здесь вот Хамза, по-моему, кто-то говорил, что где-то его и в МГУ изучают. Скорее всего, будет изучать. Я тоже слышал вот в разных высших учебных заведениях, что эти вещи как базовые бывают. Вот с чего все начиналось. Вот так это изучается дипломатией. То же самое, вот эта книга Ибн Халдуна, Мукаддима, это вот как развитие, становление государства бывает, этапы его развития, вот тоже полностью во всем мире, во всех этих высших учебных заведениях это именно проходят социологи, политики, дипломаты. Вот эту книгу Ибн Халдуна. Муслим, вот что ты не считаешь ошибкой вот отложение до 2001 года отложить о статусе республики? Ты не считаешь это ошибкой? Нет, мы не отлаживали, и проблем, что российская сторона, она на этом настаивала, это ее версия договора была, которым она по Союзу приезжала, и мы статус с ними как бы вообще не обсуждали, поэтому нашей стороны не шла. С нашей стороны речь шла о подписании вот этого договора, который не был подписан. Как бы вот в 97 году в мае то, что Масхадов полетел и подписал этот договор о мире, как бы был, да, следующий должен был вот этот договор произойти межгосударственный. Вот то, что Масхадов в августе поехал, 3 разных варианта повез этих договоров, которые вот мы готовы подписать. И Ельцин эти договоры как бы не подписал, я про это уже рассказывал. И там Березовский что этим как бы козырял, что... Это могло произойти. Мы тогда же могли даже... Не могли, это вот, и уже про это мы говорили, уже сказано, здесь я тебе снова про Худайбийский договор, об этом снова говорят, Цакьетчуна, Тердуа и Олчина, Худайбийский договор. То есть вот в этом августе, июле, то, что мы предлагали, вот эти 3 договора, и Россия именно от него отказывалась и отказалась его подписать. Это вот мы старались не тянуть до 2001 года, мы старались вот быстро решить этот вопрос, чтобы нормально начать плодотворное взаимодействие, нормальное налаживание мирных каких-то дипломатических отношений с этой Россией. Потому что без этого никуда не пойти, нельзя не считаться с Россией. Мы готовы были считаться, и получается тогда
Если бы они согласились бы, вот как сегодня эта Чеченская республика в составе России, она у них существует, мы точно так же могли бы дальше существовать, просто мы были бы независимы в каких-то договорах, в каких-то договоренностях, в каких-то союзах, и все было бы по-другому. Поэтому вся вина в первую очередь на России. Я это не отрицал. Мы совершили ошибки, да, совершили. Это безусловно, у нас были эти ошибки, но Россия тоже колоссально несет эту свою вину, потому что она могла это закрыть. Мы как-то как это сказать, перекипели, переформатировались, как я сказал, все государства, нации через это проходили, мы как-то внутри разобрались бы, Россия могла бы помогать нам, Масхадову помогать в этом, если бы вот этот двухсторонний этот договор как бы межгосударственный был бы заключен, она могла бы спокойно помогать Масхадову, постараться лоббировать, и сегодня все могло быть по-другому. Поэтому Россия в первую очередь она виновата, потому что она не хотела нас отпускать. Почему не хотела? Потому что цепная реакция пошла бы по всему Кавказу, распространение этих идей для нее было неприемлемо. Поэтому это я сейчас упоминаю снова кавказцам, что мы должны совместно быть, сами по себе не справляемся. Еще муслим это сыграла роль, знаешь, муслим. Афганистане проиграли войну, Советский Союз, мощнейшая, не знаю, держава против Афганистана. Они проиграли войну там, и еще тут проиграли войну такую против такой маленькой, есть такой республики, которая на карте еле разглядеть, и огромная Россия. И вот это все-таки вот правитель, он же правители и диктаторы, они как и властелин, ну как они свою власть имеют, они говорят так же, как они власть имеют, так же они и вот под народ настраивается, этот диктатор. Он, когда поднимаются, свои баллы делают, вот эти партии, они же смотрят настроение, какие настроения, что желает народ, разнюхивают. И вот говорят, делают такие шаги, которые народу понравятся, где народ поддержит все-таки, где народ скажет, да, вот он, вот так, такие шаги, вот это мы хотим от него, ожидаем. То же самое же было, вот народ, российско-русский народ, они видели свою вот эту, я сейчас не знаю, с чеченской стороны, с нашей стороны, если это я говорю, это выглядит как будто я ненавистник, там, ненавижу, там, не люблю русских, там, короче, просто чисто как националист или как чисто русофоб, или это будет сейчас называть, это было бы лучше, если бы это кто-то рассказывал нейтрально, или даже с российской стороны кто-то. Но очевидно, мы видим, что народ вот России, он был недоволен, крайне озабочен во всем, что весь мир говорил об этом, маленькая Чечня победила Россию. И вот это их гнобило, вот это их кость в горле, это им мешало им есть. Они вот это свое состояние, в котором они находятся, бедном, в разрухе, это все они не видели. Они видели вот это, то, что они проиграли войну против Чечни. И на этом баллы, делая на этом баллы, вот так поднялся Путин на самом деле. Я об этом уже здесь говорил, я с этим не согласен. Смотри, вот мое мнение такое, я сейчас постараюсь его обосновать. Если Ельцин, первая война, она абсолютно не нужна была русскому народу, российскому народу, абсолютно очень нужна была, муслим, я же говорю, Афганистан, я же тебе про Афганистан привел пример. Дай закончить, я говорю про простой русский народ, не про элиту. Про простой русский народ говорю. Абсолютно ему эта война. Я тоже говорю про русский народ. Но она ему не нужна была, ты должен знать действительность вот этого начала 90-х, голод, разруха, безработица, там людям просто до Афганистана, до Чечни плевать, им надо было выживать, кусок хлеба зарабатывать, это как бы тогда и русскому народу эта война не нужна была, и мы это видели в реакции, как тогда именно в самой России, медиа, СМИ, вот это вот была конкретно антивоенная коалиция в самой России, внутри это тогда было ярко выражено, это как бы такой факт, который всем известный, без сомнений.
Вторая война то же самое. Я не считаю, что она была нужна русскому народу. Я в России бывал в межвоенный период, выезжал, смотрел, и в Москве бывал, в центральной России, в каком состоянии тогда русский народ находится. Абсолютно этому народу эта вторая война также не нужна была. И доказательством служит именно, несмотря на 2 похода в Дагестан, вот эти соцопросы, которые тогда Левада делали, и другие, русский народ абсолютно не поддерживал и не хотел эту вторую войну. Именно взрывы в Москве, вот этих домов, именно эти взрывы, потом демонстрация вот этих всех видеозаписей, где пальцы это все рубят, в самой Госдуме даже это применяли, вот эту психошокотерапию. И потом вот эта истерия, которая пошла, вот этот Сванидзе, как его зовут, вот он, который эту истерику раскатывал тогда, это Доренко, линия фронта проходит через Москву, мы все здесь на войне, как они накаляли эту обстановку, ужасали. Да. И вот так это вторую войну, эта вторая война, она реванш нужна была снова для элиты и для военных, которые этого реванша хотели. Но вот сейчас, вот это третий возможный конфликт, мы не знаем, как это Кремль решит дальше поступать, но вот сейчас третий конфликт, вот он будет народным. Почему? Потому что вот это ярко выраженное, вот сейчас это все выражается, как ты говоришь, когда простой народ вот чувствует унижение и в первую войну, и во вторую войну, потому что вот они же это так преподносят, как будто Россия проиграла и платит теперь вот эти выплаты чеченцам в лице этих Кадыровых. И это простой русский народ бесит, это вот эту либеральную эту партию, их эту шайку, их это всех бесит. И вот сейчас, если третий конфликт будет, вот это, я считаю, это будет уже как снизу вверх. Если до этого сверху вниз спускалось, а вот сейчас эти люди просто придут и вычищать начнут, зачищать не только эту республику, но и даже весь Кавказ. Мы не знаем, какая партия может прийти к власти, с какой установкой. Все может быть. И вот это, мне кажется, наши кавказские элиты, сейчас я в общем говорю, что они не осознают вот этой угрозы. Они как загипнотизированные, надеются на все хорошее, что нет, такого не будет. Наши тоже при Сталине надеялись на все хорошее, а в итоге получили то, что получили. И вот это, я считаю, колоссальной угрозой, о чем вот эта кавказская элита должна была бы беспокоиться. Она не беспокоится. Потому что вот сейчас это будет чисто такой народный гнев, выплеск. Потому что вот эти танцы, как они эту кавказофобию раскручивают, танцы. И сейчас к этому добавилась вот эта исламофобия. Поэтому вот сейчас, я считаю, вот это может быть именно как выплеск именно гнева этого русского народа. Потому что бедные, богатые. Конечно, мощная машина пропаганды, она работала, я согласен. Народ, промывание мозгов народа, Рязанский сахар, вот это все, что ты перечислил, вот эта мощная машина. И плюс еще, да, на Дагестан поход. Это еще для них, как бы они вот делали пропаганду, работали, и плюс бац, им вот этот еще вариант такой подвернулся прямо от их же врагов. Есть ошибку. Вот, короче, поход на Дагестан, все, вот это вообще для нас. Плюс, давайте, сейчас начинаем, есть. Да, я согласен, да, пропаганда, машина пропаганды работала, и с помощью этой пропаганды промывались мозги этому народу, и велись люди там на эти пропаганды, на эти все вот эти взрывы, не взрывы, короче. Я считаю, что если будет, как говорит муслим, то мы должны просто будем брить, я думаю. Мы будем брить, или наши потомки. По-любому. Будем брить, я говорю, неважно кто, но просто будем брить. Если Урс, иншаллах, даст сказать из 600 человек здесь находящимся слово, то скажем. Я говорю, на территории Чеченской Республики Ичкерия есть 2 категории российских солдат. Те, которые лежат в гробах, и те, которые будут лежать в гробах. Других российских войск на территории Чеченской Республики нету.
Братья, я выйду тогда. Джохарские методологии, улица, речь толкнуть телом. Да. Я буду, Ибрагим. Я тогда выйду, русский братья. народ никогда не был таким. Муслим, Арусов, вежи, тажим садаес. Я тогда выйду немного, отдохну. Муслим, خلي الولا بيحكم الدرس خيرهم. Давай, ассаламу Давай, алейкум. муслим, алейкум салам. Алейкум ассалам.